Я знаю, что, знаете, запустил, думаю, такие моменты мы упускаем. Потому что такие у нас. Я думаю, надо записать все-таки. Я как бы, в департамент сегодня, наш там эксперт позвонил, говорит, пожалуйста, сделай эфир. Мы же тебе все-таки заплатили, а долг платежом красим. Говорит, надо, чтобы все-таки люди понимали, что такое свобода. Я не хотел делать запись, я хотел просто отмазаться, как говорится, типа вот для галочки сделал эфир и все. А тут уже такие вещи начали уже выговаривать. Ну, надо записать. Надо записать. Как это? Ну, как это так? Надо же записать. Мотивации надо поднять. Хажлах, если чубо арбушу хажишь. Надеемся и ждем. Дуа сделай, брат, чтобы они зашли. Сейчас, секунду. Кстати, вот у меня проблема с аппаратурой. Вот, мне кажется, они все-таки они долбят. Не могу вот нормально микрофон включить. Брат, вчерашний вот эфир, запись, кстати, я послушал. Там было такое ощущение, что мы на подводном лодке какой-то субмарина, то есть. Ты неправильно посмотрел. Это была голубая мечеть в Турции. Мы были в Турции, голубой мечеть. Мы все были на Минбаре. Надо так смотреть на это дело. Да, понимаете, дело такое. Сейчас. Ради Аллаха сейчас настраивайте. Потому что ухишки тут всякие. Чтобы ради Аллаха у нас связь была. Нам надо, чтобы ради Аллаха все было, правильно? Кстати, ладно, не буду бить вам по ушам. Может быть, кому-то это не нравится. Там вот тяжелый наркотаю, а я вот чеге. Один из наших прибыл, все, давай. Ладу, шмон, давай, говори. Давай, говори. Вот видите, хачи эльниш, вот эти вот хачи эльниш, это почти сейчас перевести на русский, хачи эльниш, это значит мошонка. Да, вот. Они сами из того, не зная ни о чем, не понимая, о чем говорят, что-то говорят. Поэтому мы их записываем, выкладываем нашему народу, нашей нации, чтобы люди видели, о чем они говорят. Вот, смотрите, вот. Давайте послушаем его. Давайте, говорите, дорогой наш хачи. А ладно, 20 Вся ваша мысль гениальная. Вы гений. Вот пришел, смотрите, вот шнырь, ну просто познакомьтесь, шнырь. Я тоже абсолютно на вашу честь не посягаю. Я вам говорю, в каком статусе вы живете. Шнырь, я хочу, чтобы вы проснулись, я же вас не оскорбляю. Нет, я же говорю, я не хочу вас ничего оскорбить. Я говорю, статус, шнырь, вы шнырь, раб. Вы, самвала, нет вула, я же вас не оскорбляю. Я же вас не оскорбляю, я вам говорю просто ваш статус. Я говорю, вы шнырь. Конечно. Шнырь. Не оскорбляется. Нет, смотри, шнырь это не оскорбляет, это двойник. Вас кто-то просил высказывать какой-то социальный статус? Вроде бы я вас об этом не просил. Ну я про вас же не говорил, я говорил про конечно, конечно, да. В третьем лице ко мне обращаетесь, еще говорите, я про вас не говорил. Какой же вы смешной голубой садас. А вот вы, например, вы говорите, что я голубой. Допустим, я голубой. Ну да, вы же фанат голубой лагуны. Хорошо, смотрите. Вы фанат голубой лагуны. Я описал ваше увлечение. Ну давайте будем беседовать. Пристрастие давайте будем беседовать. это не делает вас. Вы знаете, давайте будем вы беседовать. же сами любите голубой цвет. Хорошо, когда вы Вы закончите... еще сказали, вот голубая мечеть, еще голубая субмарина. Вы фанат голубого цвета. В чем проблема? Когда вы закончите свою мысль, вы мне просто говорите, Нет, я сказал, что вы фанат голубого цвета. Вам что, не нравится? Вы не любите голубой цвет? А вам знакома песня А почему Аллах любит голубой цвет? Почему Аллах любит голубой цвет? Как причем? Шахид, нет, причем тут Аллах? Души шахидов попадают голубые птички. Вот в чем причем. О каких души шахидов. Птицах идет речь? Души шахидов попадают Души шахидов. О каких птичков, голубых птицах голубых.
птицы в Ну раю. что за Птицы в птицы, раю. что за голубые птицы? Да фиг их знает, какие-то Тогда голубые зачем ты они мне про там. это говоришь? Я сам не Ну вот знаю, при чем здесь ты же птицы. недовольна, что нам на это самое, что мы типа голубые, то есть все. Так я не Вот тебе говорю, что я напоминаю. недоволен. Я сказал, что у него пристрастие к голубому цвету. Причем тут я недоволен? А Я сказал, почему что ему Аллаху нравится тоже голубой это? цвет. Причем тут я Почему Аллах недоволен? создал небо голубое, а не Причем красное тут или Аллах черное? сейчас вообще? О чем речь? Подожди, Причем но здесь Аллах сейчас? ты же Я мусульманин, правильно? мусульманин, да. И что? Тебе Вот, это мешает? вот, Тебе это вот упирается куда-то, не ты знаю же его куда. раб, ты же Что? его раб, правильно? Ты же его раб, правильно? Кого раб? Аллаха ты раб? Да, дальше. Ну, да или нет? Что-то Что, ты да, что-то да, я прирос. сказал, да, я раб Ну вот, Всевышнего, видишь, да. ты Ну, вот при чем его... тут это? Я Ну, спрашиваю, при чем подожди, тут это? вот я спрашиваю, почему Где ты связь не между обращаешься голубым к цветом и своему религией? хозяину? Нет, ты Почему упираешься ты не... опять-таки в религиозную тему. Я тебе говорю, голубой цвет. Где Нет, ты связь же между веришь, цветом и что религией? твой Какой хозяин хозяин? Я говорил про цвет. твой Почему ты хозяин, снова мне про чего, религию начинаешь говорить? чего? Я не Я про ничего. религию. Нет, я тебе Подожди, ничего. я просто узнал, ты кто, мусульманин или нет? Вот Ну, твой, тебя так например, триггерит то, что я твой мусульманин. Если тебя так господин... триггерит, то, ну, воздержись, будь толерантен. Не, я не толерантный, я тебе Но ты открыто живешь говорю. в европейском обществе, тебе надо быть А Не, почему толерантным. ты не не. толерантный? Да, Почему ты да. голубым обзываешь людей? Зачем ты Я ты не не обзываю, толерантный? я тебе, Например, меня оскорбил. я не Да, обзываю. почему Я ты не сказал, что ты толерантный? фанат. Я Вот тебе я задал голубой вопрос. солдат, Не я возьму слушай тебя внимательно. за Сараф, ты не задницу, возьму и слушай. посудим-нибудь Сараф, ты не маму, да умеешь обниму слушать. как этого Сараф, парня, Захира. Тебе Сараф, ты не понравится? Ты же умеешь мусульманин. слушать. Слушай, вот твой Что господин рабовладелец при Аллах чем тут мой создал господин небо рабовладелец? Я голубое. тебе за цвет говорю, а ты мне про религию Что ты его опять. раб. Ты Вот я тебя мне говоришь спрашиваю, снова про религию. Где тут связь? зачем твой Зачем Господь ты создал снова Почему повторяешься? ты не... Ты же признаешь, что голубой цвет создал Аллах, да? И внушил Все тебе, что это цвета голубое. создала, все. Какая Ну разница, вот, что при чем тут видишь, и цвета? голубой Я не оскорблял создал. человека за то, что А ему ты нравится цвет. Я придираешься сказал, что ему нравится людям голубой за то, цвет. что вот голубые там и так далее. При чем Чего тут ты не я даже это придираешься? не сказал. Я спросил его, тебе нравится Обратись, голубой цвет? Не надо интерпретировать то, что я так не позвони говорю. своему рабовладельцу. Нет. Аллаху скажи, Нет, давай Аллах, ты отмени позвони этот цвет. Флодину, он просто прилетит и скажет тебе, громовержец Один, тебе позвонит. Не, ты понять не имеешь, что такое Один. Вообще не Ну, надо про Один говорить. да, Один, да, все отец какой-то, да. Да, все отец, да, Да, ну все. да, Можешь все собрать самый крутой. скандинавскую Да. мифологию, там, не знаю. Слушай, а что ты против имеешь голубых? Так, я ничего против голубых, я тебе сказал, Вот смотри, ты меня не слушаешь элементарно, почему ты начал спрашивать мы меня только голубых? тебя и слышим здесь. Я ему сказал, ну дай мне закончить мысль, ёкала. Ты меня Давай, перебиваешь говори, каждый раз. слушаем. Все, не буду, все. Я ему сказал, вот, если тебе нравится голубой цвет, ну, и что, ну, нравится, и все. Я сказал, что он фанат голубого цвета. Там голубая мечеть, постоянно обсуждается голубой цвет. Я лишь из этого уточнил, может, ему нравится голубой цвет, вот и все. А ты тут начал мне за религию говорить. Может, успокоишься, в конце Но концов? вот ты же сам признал это, что все цвета создал Аллах, Так правильно? я не говорю, что он становится плохим человеком из-за того, что ему нравится голубой цвет. Ну, нравится ему Ну голубой все, цвет. интервала, ахи. Аллах, да, интервала. Ну, Голубая луна, голубая. Ты голубой? Вообще просто тебе вопрос в лоб. А голубой? а шансон не очень нравится сега. Я тебе просто задаю вопрос, ты можешь сказать да, нет, или можешь сказать я не отвечаю. Например, ты мне задавай вопрос, я тебе буду отвечать. Нет, я серый. Ты традиционный, да, традиционалист, ты, короче говоря, гетеросексуал, да, Он сказал, мусульманский. что он серый, говорит. Он это и туда, и сюда, короче говоря. Это би, что ли? Я так понял? Какой би? При чем тут вообще это все? При чем тут ориентация? Я просто сказал, какой я цвет, и все. Маршал Душик. Не нашел. Маршал, Да, маршал. Да, ладно. Читаешь, я муж ох, короче, зависно. Что до цешка? Нах, бару чувак, короче, за пойди, я понял. Ну, да.
Оля говорил. Будет нас нравоучениями, Так, да? да, Это да. самое нравоучениями, да? Кто это сказал? Просто прошу прощения, конечно. Великий нравоучитель. Так, посмотрим его нравственность, проверим. Кто это только что сказал? Фиботышна. Чебор, ну. Машу, Чеборка. В чем проблема, что мне не нравится? В том, что мы обсуждали. Хотя мы не были зачинщиками этого обсуждения. Наш дорогой брат во Христе, мусульманин, исламский, поклонник Мухаммада, мракобеса, сказочника и насильника, педофила, насильника маленьких девочек и детей. Этот, психоделика. Это он начал тему вообще-то. Мы его поддержали, мы ему дали понять, что мы готовы обсуждать любую тему. А вам вот в чем это не понравилось? Потому что, я не знаю, в чем проблема. Вы хотите другую тему обсуждать? Пожалуйста, задавайте тему. Nog чего там выступил, говорю. Мы же россияне. Россияне же Да, мы он россияне. очень мат. россияне. Такой Нет, давайте. Мы россияне или мы не россияне? Это принципиально. Вопрос. Мы россияне, чеченцы. Мы не россияне. Вопрос. Как государство. Нет, В России или нет? Европейские чеченцы, толерантные. Ну, понятно. Давайте не будем говорить. Вопрос это. Чеборс говорит. Говорит Пикаделика, пожалуйста. Чеборс. Давайте по очереди. Пикаделика, по очереди. Вот Чеборс зашел и говорит. Говори по-чеченски. Я говорю, а в чем проблема? Чем вам не нравится русский язык? И хочу просто понять, если мы россияне, я имею право говорить на русском языке, потому что я нахожусь в центре столицы Чешской Республики, субъекта Российской Федерации, в городе Грозно. Я же имею право говорить на государственном языке Российской Федерации. Да, Харвист, Хрушусов, Кучуахвига, вообще, Хрушхайна, сразу Ну, поэтому ответ можно дать? адрес, Мацалбям, Да, адрес дайте вам сразу. Просто ответ можете дать вы, да или нет? Мы россияне или не россияне? Просто ответ просто можно дать на этот вопрос? Не россияне. Тогда я с вами буду эксклюзивно по-чеченски. А кто мы тогда? Мы независимое суверенное государство или нет? Вот именно обращаясь к вам, определюсь и буду с вами говорить на чеченском языке. Вы независимая страна оккупированная или нет? Вот просто второй вопрос, вы скажете да или нет, я как бы уже буду знать, с кем, как мне общаться. Освега лично интервью, если хочу. Нет, тут не вопрос в личном интервью. Я вам просто задаю вопрос детский даже, может, с первого класса это все знают. Россия великая наша. Это гимн России, который каждый день сейчас поет. Россияне, спецагенты, отволная. Ну хорошо, о чем говорить? Вот вы зашли, мне затыкаете рот, я вам задаю простой вопрос, вы не отвечаете, вы меня обвиняете. Тогда я хочу знать, с кем мне говорить здесь. Поэтому я вам задаю вопрос. Мы, Чечня, являемся оккупированным, независимым, оккупированным. Да, вот видите, вы задаете вопрос, я вам отвечу. Вы смотрите, я как буду вам отвечать. Задавайте. Проблема Билгалёвка, что чувак, короче, это альтернатива туннеляции. Дальше его хирдог альтернатив балбы работающие, короче, я ищу. Куда атеистически разные группы наши, куда разные мнения, еще куда. Хорошо, давайте, атеистически. Что для вас атеизм? Друг друга, короче, да. Что такое атеизм? Задайте себе вопрос и ответьте нашим слушателям. Хотите на чеченском, хотите на русском, хотите на индо-пакистанском, вьетнамском, пуштунском, балуджийском диалекте. Что такое для вас атеизм? Объясняйте нам, мы вам даем слово. Который не относится к ни одной религии, грубо говоря, и на своей волне, грубо говоря. Ну, не верит в Бога Создателя. Все? Это все? Это все? Дорогой наш брат во Христе. А вы кто? Вы мусульманин или вы христианин? Кто вы вообще? А? По поводу действительно лично свигал интервью, если Ахтер, ты кто? Ты мусульманин или ты христианин? Или ты кто? Ахтерджан. Ахтерушка. А? Или как там Азербайджан говорит? Хардаш. Кто ты? На китайском скажи. И на китайском скажу.
Ты мусульманин или не мусульманин? Вопрос снова повторяю. Чего? Ты Sallarım мусульманин? kamelde şon koçuvadet ahha işte sallarım Салаха хулером шутенга. Вот залером. А в чем заключается разница? Чем я вас оскорбил? Чем я вас оскорбил? Давайте говорите. Чем я вас оскорбил? Я вам задал простой вопрос, я вам ответил, а вы ни на один мой вопрос нормально не ответили. Так, что такое? Вы мусульманин или вы не мусульманин, а? Боитесь сказать, что вы мусульманин, потому что вы знаете, я скажу, что вы Какая зад польза, вот задний. люди здесь сидят, какая разница им? Вот я зашел, я вообще начал разговаривать, то, что здесь бесполезный разговор за какие-то цвета начался, и все. Я поэтому решился вот сказать. Какая разница, кто я, что у меня в душе? Ну, вы тогда другим навязываете, что у них в душе. Вы видите, сами себе противоречите. Вы заходите, их обвиняете во всех грехах. И тут вы говорите, вы атеист. А какая вам разница, кто из них... голубой, цветащий, чуахин, ладоса, дворца, доку, чунера, Скажите, кто здесь начал эту тему? Эту тему начал ваш брат во Христе. Ваш брат во Христе начал эту тему. Психоделика. Почему вы ему не предъявляете претензий? Психоделика. Защищайте вашу позицию. Вы же начали эту тему. Можете идти, вас никто не держит. До свидания. Никого не держит. Что самое интересное, сами начали тему про голубой цвет и все такое. И при этом это все предъявляет тебе, о блаженный Салаф. Иду плохо. Они же знают, я же знаю, что они примитивные. Они же мозгов. они мы бош, короче, да, Ага. кучка мяс, куза, сект наша мяс, куза, Да, секта клепузадов, мусульманских, Сектант, Бог тебя там. Сектант, Бог. Поспешно ходок, чего на уже, короче, умножен. Это. Хорошо. Агенчи, спецагенчи 007, вот волна чего на это, обычно нах букуза, ладуши, хамгубо, интересно мнение, да. Давайте полезную информацию, да? Давайте полезную информацию. Шабос, для вас. Что такое атеизм? Так как вы не знаете, что такое атеизм, я буду вас просвещать, потому что я вас люблю ради Аллаха. Атеизм. Слушайте внимательно. Когда вы будете в следующий раз говорить с кем-то, вы будете понимать, о чем речь. Атеизм. Слушайте внимательно. Когда в мечети мулла говорит, его не перебивают. Слушайте внимательно. Когда в мечети мулла говорит, вы же слушаете и кверху задом встаете, когда он что-то говорит. Так что здесь тоже такая система. Здесь саляф и минбар. Пожалуйста, я вас попрошу. Атеизм, мировоззрение, отвергающее веру в существование любого божества или уверенность в том, что богов не существует. В более широком смысле атеизм – простое отсутствие веры в существование сверхъестественного. Видите слово сверхъестественного? Значит, есть естественное, есть сверхъестественное, которое никогда не произойдет. Это выдуманное, вымышленное. Богов, духов, других нематериальных, значит, когда ничего нету и никогда не будет, нематериальных существ и сил, загробной жизни и так далее. По отношению к религии атеизм отрицает ее как веру сверхъестественное. Хорошо? Понятно для вас или нет? Говорите, я слушаю. Вы как это, о чем вот это, голубой, вот это, да, наш друг поднял тему голубизны. Сейчас мы про голубизну сделаем, проведем сеанс информации, чтобы он понимал, о чем речь. Голубые. Психоделика, для вас будет сейчас отдельная лекция, потому что вы очень интересуетесь этой темой. Вы же любите голубую Да тему. нет, это ты ее развиваешь как раз. Хорошо, я развиваю, да, хорошо, ладно. Видите, в отличие от вас, я соглашаюсь. Я не буду вам сейчас противоречить, я соглашаюсь. У меня вопрос.
Я тоже гость, и таким же, как я, гостем, хотел задать вопрос. Кто из вас против голубых, там, геи, как вы их называете, еще кто-то? Вот кто из вас против этого? Ответьте, пожалуйста. Приксаун, вот дело в том, что это вообще меня не волнует, это не парит, короче, да, чуть-чуть я дел, да, знаешь, что как амелагинесун, рада вахиан, цветаешь, ючи, это SD HD бошта, ну шига дохшта, это амел и рэш, вот so цаница, коусол рэш, вот это цани хайкал, гейт рэш, вот это, короче, просто ну стрелялся. Да не, брат, я не против тебя, не против этого психоделика нашего брата, который зашел. Против него тоже ничего не имею. У меня просто политический, как сказать, вопрос. Вот, кто против вот, голубых? Вот кто против, скажите. А если кто-то промолчит, это будет Они меня ответ, не что за. парят, Петя, я не волнуюсь, не думаю, вообще не парюсь за них, да, если пузхавен, если если меня это коснется, я дальше буду разбираться, как сейчас, короче, разговор бесполезно начался, я сказал то, что неинтересно людям тоже. Чаборс, я не про это. А так это меня Я не не про парит. это. Чаборс, я не про это. Я не именно к тебе, вообще всем зрителям задаю вопрос. Кто против вот этих голубых, там, геи, там, против этого Это ЛГБТ? неправильный вопрос тогда. Неправильно. Не, просто кто против. Чабор, я же не лично к тебе это обращаюсь, я вообще ко всем обращаюсь. Кто против, просто кто-нибудь скажите, вот я против, вот. А если Да, вы не сразу против, что просто кто промолчать за, и все, да. так козел, я Да, более так, не сохранен вопрос, кто да, за, да. Вот смотри, Чабор. Я вот спрашиваю, Давай, вот кто Пиксел, за, давай с тебя, короче, ты за или ты против? я за. Не, вопрос смотри, ты за? Да, Ты я за? за, чтобы они... Короче, Я за, Пиксел, что... Послушай, Пиксел, агал подожди, дай мне Со сказать. ногчи Я уайс, за. да, короче, багардел, дешна, Дай мне сказать, Шабардиан. под Не эмоциями, уходи, под эмоциями, подожди, не отводи короче. тему. Мы к этому вернемся. Подождите. Я за, чтобы они были, чтобы были вот голубые. Кто еще за? Есть еще кто-то? Я хочу, чтобы они здесь были среди мусульман. Да, Да, вот. разных эмна, что он позладуешь, да, связкому, Не, я объясню. короче, по-русски, Щаборс, подожди, ты даже понять... Щаборс, подожди, Щаборс, подожди, ты даже понять не имеешь, к чему я привожу эту тему. Кто еще за? Просто скажите. Я за. Работаю на Вот ФСБ, я под-русски. да. Вот хорошо, и вот я тоже за, что были вот, ну, как бы вот это ЛГБТ-сообщество. Нужно, Вот, чтобы среди мусульман было все по сути Мухаммада, потому что Мухаммад да, был гомосексуалистом. да, вот, серьезные цели, не, это серьезная тема. Подожди. Чабас, подожди, да что ты перебиваешь? Я просто задаю вопрос, дай людям ответить. Вот, например, наш Салев ответил, что он за, чтобы были вот ЛГБТ-сообщества. И вот я. Еще кто за? Я за. мощный, короче, Я да, веду даже исламские заключения, суры, аяты из Корана, хадисы, где говорится, подтверждается, что Мухаммад, его ансары, сахабы были гомосексуалистами. Мусульмане гомосексуалисты. Нархузаты заднеприводные. Это правда. Это есть правда. Никто не сможет отвергнуть. Это все записано в священных писаниях, в мусульманских священных писаниях. Вот, Сарав, смотри, вот все я как понял, Сарав. Ребята, не перебивайте, тут вообще касательно, я сказал, это политически, я задаю вопрос, сказал. Далил Дарья, Марко. Да, я сейчас хочу Далил привезти. Сейчас я Далил привезу, тоже освободил, он стягивал весу. Смотрите, там хата дусы, нет, ресурсы переполненные. Если посмотрим, вот и бедные страны, там больше всего у них рождаемость детей бывает. Если смотреть, да, конечно, также там есть и гомосексуалисты, как мы знаем, в этих же мусульманских странах очень много.
Ну вот посмотрите, вот земля переполнена, ресурсов на всех не хватает, и много ртов, их надо кормить. И бывает так, что приходится прибегнуть там, как сказать, как-никак сокращение населения Земли негуманным образом. Не лучше было бы, если бы люди там заводили бы там максимум по двое детей, да, и выделяли бы на этого ребенка время и сделали из него человека. Ведь на самом деле за одного, чтобы присмотреть за одним ребенком, это очень тяжело, тяжелая работа. Просто хай киргает жителла, вот в школе даух чать, и умех чахай барбаун лекшкеги, как баклансан лел чахай та кёрт шомодочи, ишмадати, ю эра лиечи, он темлогалечи. Не лучше было бы вот чтобы у нас был баланс в мире, ресурсов на всех хватало бы, и вот больше уделяли бы время своим детям. Вот если кто уверен, что он сможет уделить всю свое время, жизнь, да, там, на двоих детей, там, на троих, на четырех, на 10 хотя бы, да, пожалуйста, тогда заведи. Да, сейчас я скажу. Подожди. Да, братан, дай мне договорить, я сейчас договорю. Вы представьте себе, если все будут натуралами, и все будут плодиться налево-направо, то как их кормить? Вот посмотрите на европейцев там, или же, например, на китайцев, например, у них максимум двое детей, да, одна семья, одна ребенок, и максимум у них бывает двое детей, да, и посмотрите сейчас они, как они продвигаются, например, по технологии, во всем, да, там, или, например, на европейцев, например, да, у них мало бывает детей, но зато они живут хорошо, они могут дать образование этому одному ребенку, они могут ему дать жизнь, которую мы не можем получить. Почему? Потому что надо кормить столько ртов, понимаете? И на себя времени нету. И потом ты, вот, он чуешь, это реально холшумадуй, чуабеешь, мацал холдуйдаш. Дети тоже видят, что у них какой-то одноклассник, да, возьмем вот, например, в Европе, да, он живет хорошо, у него жизнь хорошая, мама, папа на машине, а он на автобусе, там, родители уставшие, а его родители оба там вокруг этого одного, двое выделяют время на одного и дают ему столько счастья, а его родители уставшие не могут это дать, и потом они идут каким-то другим путем. Это вот, если на самом деле посмотреть, если вы против вот этих геев, то вы должны предъявить вашему Богу. Я не знаю, какому вы Богу верите, Будду, Аллаху, там, Христу, там, это самое, Яхве, там. Без разницы, какому Богу верите, от Одину. То есть вам надо им определять. Вы же верите, что Он сотворил это все, что Он все это запрограммировал. Обращайтесь к Нему. Но на самом деле наш мир, вот Творец, который вот все это создал, и вот природа знает баланс. Но вот люди тупые, они не знают баланса. نعم أنا عاد الله نعم أخي. Да, да, زمان بابا حتى سرقمل وشوف ده ماركو تبو دويزل حي دويزل داخل حبيلي بيرن داخل زن كروچي تر تغاسون دالت إما دوتيل حش دوت سجتن دق ده راح اللي تر أعرباغي بيتبو تر إذا تخمو خيتر دون المال خيتر دون خزان Sunt de la hor humana și أخذت دليل عن روح قوس ملو sunt عندك aspariți حديثة să do elarias aspariți să do apariți hundo akroci hum șduici ono не аспарится освобождение не ватса нохчу сон наху я не нохчу и не чеченец я нах не для меня это очень важно я ищу корни. Не, я никому ничего не пропагандирую. Я никому ничего не пропагандирую. Ни свой этнос не пропагандирую. Это лично мое, понимаешь? Это мое. И вот ослило, что гума, я это вот этнос халар нафбо, что гум. Мировоззрение халар. Я вам никому это не навязываю, понимаете? Навязываю, что ласо яр,
ребят, дعвачта, шлил, говорит, но я это не делал. Паради, совал веш вац. Не, сопаради, вал веш вац. Собардин, сопаради, вал веш муац, цера муац. Со натуралу. Я тогда еще говорил, со консервативный, со республиканец, со демократ, но я не являюсь либо он там. Просто за букву еще это обязательно. Не, подожди. Чаборс, овчо бардак, яхнет на. Чаборс, овчо бардак, яхнет забардин. Собардин, нохчмот пишу, а сунахски мот пишу. Вот, сунаха, не сваться, вот ты мне не привел ни один аргумент. Я спросил, кто за, кто против, и сказал то, что я вижу. О, нет, Адоша. С обществом, нохч хума мацаба, галгаш мацаба, со нахуба, то есть соборди. Успокойся. Вот, сунаха. Ну, общий шум мадуй нах, что вы же исходите из нахских, из нахов, понимаете? Ваши предки были нахами когда-то. Гала го этнос яшена 240 лет назад яжи. Вот это этнос гала. Вопрос был задан тебе, Чаборс. Криксрам, прошу прощения, Криксрам, я знаю, что тут очень интересно. Смотрите, давайте сделаем так. Регламент мой, мы сегодня зашли, сейчас объясняю, потом мы дадим слово. Смотрите, мы открыли, начали прямой эфир, к нам заходит психоделика и начал сразу тему про гомосексуализм. Он начал обвинять всех и вся в гомосексуализме. Из-за этого пошел разговор, потому что он обвинил вашего покорного слугу и всех тех, кто стоит на позиции свободы, демократии, и также на позициях защиты именно права. Право именно в плане того, что есть правовое государство, есть право. И он нас обвинил в том, что мы гомосексуалисты и против ислама, и то, что мы не хотим, чтобы мусульманские ценности сохранялись. Мы ему объяснили, сказали, мы не против ислама, абсолютно ни в какой мере мы не выступаем и не ведем борьбу, не войну с исламом. Но мы сказали, что если даже есть гомосексуалист какой-то, примерно, допустим, психоделик, он признал, что он гомосексуалист, и он сказал, да, я голубой. И он сказал, что он любит голубой цвет. Также к нему присоединился Чаборс, который сказал, не надо говорить на эти темы, потому что это не соответствует чеченским нормам, именно кодексу поведения Нохчалла. Тогда мы, отвечая на вопрос Чаборза, сказали, и он очень в категорической форме потребовал, чтобы я к нему обращался на чеченском языке. Тогда я просто им задал вопрос, являемся ли мы россиянами, чеченцы? Он ответил, что нет. Тогда я ему задал вопрос, является ли Чеченская республика на данный момент оккупированным, но независимым суверенным государством, он ушел от прямого вопроса и перевел тему вот эту дискуссию. Поэтому, Криксрам, чтобы у вас была возможность с ними дискутировать и дебатировать, я зачитаю некоторую информацию, потом я им сразу включаю микрофоны, потому что они перебивают. А как мы знаем, когда мы заходим в мечеть, если идет хутба, на минбаре стоит мулла и делает хутбу в двух частях, потом он делает перерыв, нужно его слушать и не перебивать. Но эти мусульмане, они очень нехорошие, несовершенные мусульмане. Они понимают эти исламские ценности, что когда ты заходишь в мечеть, ты не даешь салам, ты не перебиваешь никого, ты не задаешь вопросы, ты просто садишься и слушаешь. А если они уже делают молитву, мусульмане, ты просто присоединяешься к тому мусульманину с левой стороны, а не с правой, и продолжаешь молитву, даже не делая тех назначенных ракатов в намазе. Это исламские догмы. Мы им напоминаем, что религия ислам состоит из этого. Там четко все прописано. Поэтому мы давайте зачитаем сейчас информацию, потом включаем микрофоны, и они будут говорить, потому что они будут перебивать, они не умеют слушать. Так, дорогие друзья, читаем. Вы не против, Криксрам? Я могу зачитать? Да, брат, конечно. Все, читаем. Нашим дорогим друзьям, мусульманам, русским православным, подрусским ахлюсунщикам, Чаборзы и психоделики, просим вас, не уходите, мы вам микрофоны включим. А тут один наш гость говорил, хабалби пух далилы, это значит фундамент, давай нам доказательства. Это был один из наших слушателей. Мы
Да, мы ему приводим далилы. Да. Да, мы ему даем далилы, да, специально, чтобы уже мы на чем-то основывались в нашей дискуссии, дебатах. Ислам. Обратная сторона, правда, которую скрывает. Оправдание педофилии и гомосексуализма. То, что не расскажут в мечети желающим принять ислам, темная сторона религии. Чистоты и непорочности. Узаконенная педофилия. Смотрите, думайте, делайте выводы. Я обращаюсь к тем, кто пытается доказать, что Бог Авраама, Исаака и Якова – это Бог мусульман. Я обращаюсь к тем, кто пытается доказать, что Бог Авраама, Исаака и Якова – это Бог мусульман. Я обращаюсь к тем, кто говорит, что иудеи, христиане и мусульмане верят в одного и того же Бога. Скажите мне, прошу прощения, где в Торе говорится о том, что мужчина может вступать в брак с годовалой девочкой и в 9-летнем возрасте может ее иметь как женщину, где в Торе или в жизни иудейских и христианских пророков есть примеры вступления в интимные отношения с детьми, как мальчиками, так и девочками. Посмотрите фильмы по этому поводу и подумайте, кого именно верят мусульмане. И является ли эта религия примером чистоты и непорочности? И является ли сам основатель этой религии, Мухаммад, примером для подражания чистоты и святости? Оправдание педофилии на основе сунны пророка ислама Мухаммада. Исламские богословы разрешают детские браки. Согласно исламу, как известно из достоверных хадисов, Бухари, Муслима, Насай, Ибн Маджи, Табари, пророк Мухаммад, когда ему было 53 года, женился на 6-летней Айше. В дом к нему она вошла, когда ей было 9 лет. Некоторые другие хадисы указывают и другой возраст. Согласно шариату, брак, допустим, согласие отца для девочки любого возраста, секс с 9-12 лет полового созревания. Зачитываю снова, чтобы вы понимали, о чем речь. Это очень важно. Заостряем ваше внимание. Исламские богословы разрешают детские браки. Согласно исламу, как известно, из достоверных хадисов Бухари, Муслима, Насай, Ибн Маджи, Табари. А теперь я перейду на чешский язык, потому что многие чеченоговорящие наши слушатели не понимают русский язык. Бусал дня был эльмнаха бубовшиш. Тара магуш хиласона. И должен что магинду шейфот вашсани. Пигибеш далдер. Царню хаду бубовш был эльмнабу. Яхкиц эльшо. Бухариу, Муслиму, Насаеву, Ибн Маджаву, Табариу. Читаем дальше на русском. Пророк Мухаммад, очень внимательно, это самый важный пассаж. Пророк Мухаммад, когда ему было 53 года, женился на 6-летней Айше. На чеченском перевожу, чтобы было понятно, потому что они будут говорить, мы русский язык не понимаем. Махмад Пэмар, Шцуна, Тост Ай, Хойт Шодошна, Ял Шодо, Айше Бошу, Я и Алинацу. В дом к нему она вошла, когда ей было 9 лет. Некоторые другие хадисы указывают и другой возраст. Питал хадис, ну и бусалчнах, дин с Бухари Салим, Хауа, Баган Муслим на Сацар, Хоштон. Ну что, я зиду, тухенах киханах хилтан буэл. Ну и Бог даст. Согласно шариату, некоторые других указывают и другой возраст. Согласно шариату, брак допустим в согласии отца для девочки любого возраста. Только низамцани должны куду магин хилесона и должен. Das Spiel Purdelchu Taha, Yoa zu Yoa, zu Melch Milchan Yelaha, Jim Yela, Yok Yelaha, zu Milchan Yelaha, и Мари дает Богую. Секс с 9-12 лет полового созревания. Берется они, бусал это все, да, что хочу, я вам их слушал. На самом деле, в Коране Суре Аят мы можем это найти. Секс с 9-12 лет, так уже многие группы, полового созревания. И Бог уду, зуд кепи, я разумею Бога, ну и я, и что хочу, там, ну я че, мама твоему, суннат, ну из, а еще и ялин. И жим елша, цун кетвен, ты где хошкот, что Бог. Как амаля, и зуд кепи, я разимцу, и что хочу, фунчуэл, что кет, Бог, ну что здесь. Я мог кулеш, я дозал дяшную считаться. Салям, дай мне ремарку сделать.
еще больше, еще это не нашим календарем, а их лунным календарем. Если нашим календарем, это будет нашим календарем, то ей было 8 лет. Это по их лунному календарю было ей 9. Сейчас закажу. Вай, накачу, мадыр, иди там. Күнде нохчума, такша мадыр дерсен, ой, хаздяхтан, дүйшну, Махмад Паймари, суннач мусал меня. Еще кэч, покар, ну, лунный вожем, ладно, войдите даться. Еще кэч, не нацуюсь. Күнде лет царь Бог, Махмад Паймаш дин хальча, унде че Аллахан веза виш. So вазин вайтан волде. Мысалин, Ahmel цудиник дичань, вайос маникач, там бу элчунде цунах терлиош, мабаш суннатну бош, и мажваш елё царь. Лично баца кига хотук хак царь ламас ючина. Ви колте хотти, киекзок халадеч, ламас тяглях, тут жуч до царь, сунт ламаш до царь. Вожа до царь, вожа до хидек до отмуз мамуду меллилин, дяш мухош достиш. Тундер гара иштолилина эла магинду эла дяш до царь. Тундер вай мадар дадыц, окар левушка, чвай дийц ишяц. Вай дяхдыц, а чуна гупы дац. Царь левушка, ча вай мадар дадыц, знаем, секс с 9-12 лет полового созревания. Сахих Бухари, Бух Бушон, Далил. Тот, кто задавал вопрос, ему ответ. Доказательная база в исламе. Сахих значит достоверно. Сахих Бухари. А тут я уже переводить больше не буду читать на русском. Потому что нету времени. Сахих Бухари, глава 1142. Заключение брачного договора пророка, да благословит его Аллах и приветствует с Айшей. Его приезд в Медину и его женитьбу на ней. 1515 хадис 3894 сообщается, что Айша, да будет довольна, Аллах сказала: мой брачный договор с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. Потом мы приехали в Медину и остановились в квартале Бану Аль-Харис бин Хазрадж. После этого я заболела, и у меня выпали волосы, а потом они снова отросли. Однажды, когда я качал на качелях вместе с моими подругами, моя мать Умруман пришла ко мне и громко позвала меня, а я подошла к ней, не зная, чего она хотела. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома. Я тяжело дышала, а когда мое дыхание стало успокаиваться, она взяла немного воды и протерла мне лицо и голову, после чего ввела меня в дом. В этом доме находились женщины из числа ансаров, которые стали говорить: желаем тебе блага, благословения Аллаха и удачи. И моя мать передала меня этим женщинам, которые приготовили меня к свадьбе. А утром пришел посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует. И моя мать передала меня ему, а было мне тогда 9 лет. Ислам, сейчас мы переходим к другой части нашего именно разговора в исламе, а потом я больше не буду читать, дам вам слово. Ислам, гомосексуализм и педофилия как норма в исламе. Садомиты. В древнем исламе распространялся и поощрялся гомосексуализм. Сегодня многие в арабских странах хотят возродить это. Мусульмане скрывают правду о своей религии. И всем русским преподносят ложь. Ислам, так как он есть на самом деле, ложь в исламе. Занимательная религия ислам. В этой религии есть целая теория религиозно оправданной лжи по отношению к неверным. Такие. Вот несколько, это называется такие. Тут отношения такие. Это значит обман. В исламе он разрешен. Вот несколько цитат. Сейчас мы зачитаем. Прошу прощения. Ложь – это грех, но не тогда, когда она служит на благо мусульманам. Аль-Табари, выдающийся исламский историк и богослов, жил с 839 до 923 годов. Знай, что ложь не является постыдной сама по себе. Она разрешается в том случае, если это единственный путь достижения хорошего результата. Аль-Газали, один из величайших и наиболее авторитетных исламских богословов и учителей веры, один из основателей суфизма, 1059-1111 года. Примеры такие из Корана, священной книги мусульман, которая будет неизменной до скончания человеческого рода. И хитрили они, и хитрил Аллах. А Аллах лучший из всех хитрецов. Сура 3, 47.
И я замышляю хитрость. Сура 8.6, аят 16. Моя хитрость прочна. Сура 7, 182. То есть моя крепка. 68.45. При этом, как видно из этих цитат из Корана, на ложь, оказывается, способен даже сам Аллах. Ибо любая хитрость основана на той или иной форме степени лжи. Если хитрить и лгать может Аллах, тем более это позволительно мусульманину, таким образом при общении с неверными мусульманину не воспрещается хитрить и лгать, если эта хитрость и ложь с его точки зрения принесет пользу ему лично или исламу в целом. В данном случае ложь для мусульманина не является грехом, но даже наоборот добродетелью. В любом случае, по мусульманским представлениям за такую оправданную ложь Аллах накажет не солгавшего мусульманина, а неверного, который вынудил его солгать. Всем неверным не мусульманам, вступающим в контакт с правоверными мусульманами, всегда следует это иметь в виду, дабы не ошибиться. Вот так мусульмане и лгут по свою религию ислам. И исходит эта ложь от самих имамов. Именно имамы диктуют мусульманам лгать про ислам, дабы пустить пыль в глаза не понимающим, что такое ислам. Одновременно с этим они пачкают и другие религии, а в частности иудаизм, и пытаются всем внушить грязь о иудаизме, христианстве и других религиях. Более 6 месяцев афганский журналист, это пример они приводят, Наджибулла Курейши рисковал своей жизнью, чтобы снять фильм о практике эксплуатации несовершеннолетних мальчиков, которых принуждают к сексу авторитетные, бывшие, полевые муджахиды, командиры и люди из властных структур, талибов. Автор фильма поднимает завесу скрытой жизни и лицемерия исламского общества, которое публично придерживается строгих моральных правил, в то же время закрывает глаза на насилие над детьми и вызывающие отвращение мерзкие гомосексуальные традиции, порожденные одним из самых консервативных исламских обществ. Общеизвестно, что ранние браки широко распространены в исламе, и выдать девочку замуж по Корану разрешено еще до того, как она достигнет возраста месячных. В суре 65, аят 4 четко и ясно упоминается о женах, не достигших возраста месячных. Подобной мерзости нет ни в одной религии. Подобной мерзости нет ни в одной религии. Источники. Коран, сура 65, аят 4. Толкование на суру 65, аят 4 исламского ученого. Толкование на суры 65 Саида Абу Алла Мавди. Читайте. Переводит. В данном случае нужно иметь в виду, что согласно объяснениям данным в Коране, вопрос периода ожидания возникает только в отношении тех жен, с которыми брак был консумирован, поскольку в случае, когда развод наступает до момента консумации, периода ожидания нет. Сура 33, аят 49. Таким образом, упоминание периода ожидания для девочек, у которых еще не было месячных, ясно доказывает, что не только позволено выдать девочку замуж в этом возрасте, но также разрешено мужу консумировать брак, то есть вступить в половые отношения с ней. Таким образом, очевидно, что ни один мусульманин не имеет права запретить то, что с точки зрения Корана является разрешенным. Эту статью, а также все видео, которые в этой статье интегрированы, мы выставим в наш канал. Пожалуйста, кто не хочет, кто согласен, не согласен, читайте. Мы всем даем возможность. А сейчас я дам слово Крикс Рауна, и мы включим наших двух оппонентов идеологических. Вам слово, Крикс. Салав, смотри, эту тему, да, которая сейчас голубизна была, вообще-то это начали вот эти ребята, психоделика. Кстати, про голубой цвет спрашивал, почему ты это, то все. И вслед я просто спросил, кто из вас против голубых, геев или ЛГБТ-сообщества? Просто скажите, каждый из вас скажите, вот я против. Но никто из них не сказал, что они против. Вот многие здесь свидетели. Единственное, зашел вот этот, как это его звали там, фотография с Рагнара Лотброка там, Чаборс или там Борс, не помню уже. Он начал говорить, что он ничего не скажет про это. Короче, он сказал, он, как сказать, толерантен по отношению к ним, так как он и не против сказал, но и не за сказал. Но при этом он начал меня упрекать в
пропаганде в этом, хотя я не пропагандирую, что вы хотите в наш народ это пропагандировать. Хорошо. Раньше у нас не было пропаганды ЛГБТ или еще что-то там, да, лесбиянства или голубых, да. Но они были. Вы, большинство пацанов, которые здесь находятся, знаете, что вот были такие пацаны, которые друг друга шпили-вили делали. Вы многие знаете, что это было. Но вы не будете это, возможно, признавать из-за того, что вам совесть не позволяет это, или у вас отсутствует совесть говорить правду, но это было. У меня, например, есть видео, которое было снято в 2000-х, где двое пожилых мужиков, где понятия ЛГБТ даже и не было там, про голубых и понятия не было, это старое видео. Если кому нужно, могу показать. Друг на друга залезли, один снимает, вы что, педики, что ли, короче. Так что тут дело не в пропаганде, тут дело в натуре самого человека. Эти люди сами по натуре такие. И если вы считаете, что это пропаганда, то как вы объясните тот факт, например, что люди рождаются там, ну, по виду он мужик, да, весь такой маскулинный, но половой орган у него бывает женский. Или, например, бывает женщина, рождается девочка, да, но вырастая у него как бы есть все, да, груди, все женские, но половой орган у него мужской. Такие люди есть тоже, да. Этот мир как бы разноцветный. Мы видим, разного цвета люди есть, там разного роста есть, там, да, цвет глаз, лица и все такое. Так что тут я ничего не делаю. Тут уже природа сама это делает. Я просто спросил, я сказал, что это политический вопрос. Если кто-то против, скажите, что вы против. Это был задан вопрос, но никто не сказал, что он против. Вот Чаборс, который зашел, он сказал, что он ничего про это не скажет, а этим он как бы дал знать, что он толерантен с этим и как бы против ничего не имеет. Все. Бях мобила, Криксраун. Подожди, не перебивай, не перебивай, не перебивай, не перебивай. Дай договорить, дай договорить, дай договорить. Я тоже слушал тихо, спокойно. Давайте друг друга слушать, друзья. Давайте он Я закончит. сейчас договорю. Да. Я когда спрашивал, никто не отвечал, но когда я сейчас разъясняю, что я спросил, сейчас скажешь, второй выступает как гомофоб. Хотя до этого вы были толерантны с этим и не хотели ничего про это говорить, или что вам было по барабану касательно этого. Все, я закончил, да. Теперь можешь говорить, кто за, кто против, да. Микрофон, если выключен, Криксраун, что бях мобила, совош, бях мобила, хам алит ласуик. Криксраун, so эл реста кудон, элче вообще, ками люкаха, вообще, камел да куза участвовал, да ладуга даже интересуется, он камел хуйга, просто интересный дати, наверное, интересный дати за дакишна, камел дешхина, пайда бацуна вообще, дохша дати, камел просто пайдия камел дайвай элчхина, хату усугубица один, цанах распределять беш, цанах, короче, одобрять беш, короче. هو أدبرت داشوك وايز قداشوك نخ интересоваться داشوك هو سون вообще بالبردو يقيتو سكوست واقي وين نشوف يا غاش توسق مزبو Хейте, хата да мегарду, ладош или перебиваться уж, хата дида. Диктудала, хата да ста. Соуба хата, это суманю уаш. Танештина, кстати, хата дуса чего, обусу буй. Чаборз, хата дорог, обусу буй. خاطر ممكن قدو يا خاطر Не, ауя, ват, хана. какая тебе разница асу эл чуат какая тебе это разница Нет, мне это очень даже разница. Короче, парень не определил. Ну ладно. ويتغنيش عتشوب حوشم ومتى رازن بلاتفورم شي интернет яхша. Каждый второй вига нант яхшбу. Каждый второй вига воушит яхшбу. Чеша без бола, оша задний привод яхт из данисы юбоша. И ша как мою бош. Да, в агрессивной форме ЛГБТ продвигать. Шутить я андуй. Плюс хуоцуна حدين حين عندنا هنا عدن боша. Дейл Бош, чудес, хадиш ду, тетя проповедник, шбу и шлилуша.
Otek da bon cek al diyezarosh LGBT моя здесь помню Собордин сдали там Adam vis ladon haverza Adam ladu шатия Собордин Adam дует Интересно, да, куда Adam участвовал? хала Adam Да, хала значит, и сын холми, да, сын дайте канал. Я думаю, бог шмат, юг малял. Ой, дерес был вот сунна. Так что сопродвигать шума да цувать вахе интернет شو أصحى عيان أستعني سوق موضوع وهنا عاد ندير موضوعون أس هنا عاد حلا دقن بقى لوزة دين يو كروتش اتدلن يو دموي كنيجن تدلن باش ما بيتش سوات قصدوي سو سبحانه بيرسلن إيه صبردين دعدي تتا دعدي أدم شبورس شبورس أدم خلا شبورس أدم خلا لدوا حلقة لدوا أس حوالي حتى دلا теперь я тогда продолжу. Совал мовел так хаймул исполна хавел чотя совел лон элла так дальше я продолжу. Адам снавистал амадуй. Самовати хумштиш еше бешна данису будет и акруй херди дубо. Самовати дич асандеется ба. У меня вообще даже интереса к этому нету дуй. Но чуя более шу голубой бой вона асала голубой убошоче. Я задал вопрос. Кто из вас против вот этих голубых ЛГБТ-сообществ, скажите, вот я против. Никто не сказал. Но когда я вот сейчас сказал, я сказал, раз вы будете не отвечать, это будет значить, что вы согласны с этим. Если вы против, так и скажите, чтобы мы знали, кто против этого ЛГБТ или геев, там, без разницы, кто бы не был, заднеприводных, там, да. Скажите, а что без стола, я гунца, я хова, единственное, психоделика, после того, как я донес, как-никак сказал, что он против ЛГБТ-сообщества. Вот единственное, честно признался. В чем твоя проблема? Все, совялонс, хайбушик, ала? Африкер, бабуинч, париться, да, я Африкер, бабуинч, там... Слушай, а вдруг это американцы назначат этого? Интересоваться, да, я кричал. Интересоваться, это доса... Повтори вопрос. Дон Ахчи, подожди, пожалуйста. Дон Ахчи, подожди, Дон Ахчи. Чаборс, повтори вопрос. Вопрос повтори, я не услышал. Вопрос повтори, я не услышал. Африкер, бабуинч, бабуинч, там, мангуш, скунш, там, животное, Шейца удел люкцер, короче, шейца удиненчуа, шейца роль люкцер. Волноваться дешвуйца или олец? Конечно, да, я волнуюсь, это ведь природа. Ас волноваться создается более насущный, короче, он лишь не насейца, волнующийся сей момент чувства, это интересоваться. Дешки вопрос, более важный вопрос, ну, это. Не мы же начали это вопрос. Подожди, Чабос, ты что к нам эту предъяву делаешь? Как будто это мы начали эту тему. И тем начать инчуфун сада, хатта, отако чудовена, свободен. И тем начать и на психоделику, цунгден, хатта, а и тем вообще куда юлина. Мы про это вообще даже не говорили, ни я, никто. Варвена кочин психоделику, хотя он открыто признает, что он гомофоб, там, что он против ЛГБТ. Ты не нам должен задавать, не мне должен задавать вопросы, там, бабуины и так далее, мир животных, там. Вот психоделику, вот с ним пообщайся, не со мной. Ты не по адресу тогда, чувак. Все, Велион, пообщайся с психоделиком. Просто дитица поедел, амел диш, чувак, короче, пиксел, дигнул, а волчину, хитерс, кинек дитица. Толстая сегодня. Солодов, вчера Хасан гостю со слушателю, сона бояла, он сона амелда, вистала, хатта, да отвечать, я тут ничего не делал. То есть, совели, дитя на салав, продолжай свою худбу. Сегодня пятница. Ты в Чеченской республике, ну и Киркорона, Баскона, Гудовой. Лайниш, бусал, букаш, они мусульмане, русские православные, Ахлусуна, Аль-Джама, мусульмане. Мы же часы им подарили, что им еще надо?
Слушайте, давайте в практическую плоскость переводить этот. Вот голубые, не голубые там. Вот Вене говорит там за независимую Чеченскую Республику свободную. Вот практический вопрос, как там будет регулироваться, скажем, численность населения, каким образом, кто это будет регулировать? Шабазу, вопрос Шабазу, Донатович. Давайте переадресуем ваш вопрос Шабазу, потому что он всегда говорил, нужно полезное для нас. Шабаз, ответьте нашему гостю. Донатович, это русский, гребенской варвар, бандит, который насиловал ваших предков. Да я не насиловал ваших предков, Шабаз. Сабурдел. Который выселял, устанавливал первую, вторую, третью Кавказскую линию и насильно сжигая аулы чеченские в то время, села, аулы, там, Да. захватил земли и жил там до 1990. Чабаз, вот, пожалуйста, ответьте этому нашему слушателю. Да не Гребенское, Сабурдел. Ответ Молурдуайон, это я вообще в жизни друг не сделал, короче, бюллетень, хуй выбор, хуй команда, выбор, что крик сраун, голосовать, и да, он делал что-то одобрять, что Питер из Я, к сожалению, не плохо знаю, ну, не знаю, ну, вот. У меня там это, Родыч жил на Ташкале, он с чеченцами в одном дворе, он знает язык чеченский. Напоминаем, Ташкала — это выжженное русскими варварами, колонизаторами, разбойниками чеченское село на территории Грозного, столичной республики, носящее одноименное имя Ташкала, район города Грозного. Правильно? Да, он там дальше даже. Все, Саляф всегда вопрос. Вот этому оккупанту дайте ответ, пожалуйста. Агент, кто здесь, не агент, короче. Вот, ответьте нашему гостю, пожалуйста. Вы же говорили, нужно полезно развивать. Дайте ему ответ. Дайте ему ответ. Я Нео, да, я вам сразу, я на все ваши вопросы отвечаю утвердительно. Я Нео, я голубой, я педераст, я русский, подрусский, я ФСБшник, я генерал, да, я мусульманин. сейчас Кадыров, значит, утилизирует, ну, смотрите, вот этот, кто там был, говорил, ну, который в Европе живет, он рассказывал, была передача, он такую повестку продвигает, сокращение населения. То есть сейчас вообще это давно уже эта повестка стоит. И это население будет сокращаться любыми способами. Там в Чечню будут в Украину отправлять на утилизацию. Потом в Вене говорит, там сделаем американскую базу, там будет... Не население Чечни, подожди, чувак, а население мира сокращать. Мира? Да, оно везде, Сабурдел. Да, они сейчас они еще в Давосе в 2020 году это озвучили прямым текстом, там люди некоторые такие в солидных пиджаках. Я вам могу сказать, так меня ЗАЗа забанила. Знаете за что? Потому что я сказал, скоро полетят дроны, Гудермес Грозный. Через несколько дней упала ЗАЗа, да? Слышишь меня, да? Я предупреждал, что полетят дроны. Упали на Гудермес? Сотрудники ФСБ, что ли, среди нас? Подожди, Сабурдел, какой... Как вы узнали, что вас ЗАЗа заблокировала? Нет, как? Ну, я не знаю, кто там заблокировал. Полетят? Вот это мне интересно. У вас карта на руках, что ли? Знаете что, вот если я сейчас вам скажу, вы мне не поверите, почему. Я, никогда не поверите. Только не говорите, что вы с данной чакры открываете. Не, я ничего не буду говорить. Я ничего не буду говорить. Дорогие слушатели, я вас умоляю, прошу просто. Не затыкайте друг друга. Я не буду. Я могу, смотрите, я могу предположить, что будет дальше, если интересно. Если не интересно, не могу не говорить. Давайте, предположите. Пускай предположение сделайте. Давайте гипотезу. Давайте, слушаем. Давайте, ждем анализ. Нет, смотрите, вот я... Дон Авчи, представим нашего гостя. Это Дон Авчи. Человек русский варвар. Насильник, маньяк, убийца. Русской империи. Последних тех русских маньяков, убийц, которые убивали наших предков. Жил в Асиновской, потом в городе Грозном. Переехал, по его словам, переехал в Украину и живет в городе Герои Киеве. На данный момент и стравливает чеченцев с украинцами. Да, Дон Авчи, вам слово. Говорите, ваши гипотезы. Как он вообще выжил, интересно? Сабурдел, сейчас. Вене, немножко ради смеха, вот я, знаешь, когда зашел на канал, я кайф получил, вот это перхоть,
Ты сам придумал или Госдеп вообще? Ништяк, вот перхоть вообще зашло. Это ты сам придумал? Или в методичке Это у тебя мои было? личные наблюдения, это подружская перхоть. Да, Молодец, вообще супер. Я кайф получил, отлично. Значит, смотрите, я как бы хочу, как бы не то что обратиться там как-то. Вот, я родился в Грозном. Русским православным, Да, вообще к Ногчев, смотрите. Я родился в Грозном. Мусульманам обращайтесь. Ну, давайте, хорошо, ко всем обращаюсь. Смотрите, я жил в Грозном, у нас просто, мама Сасиновская, там, станица Асинская. И мы мы общинный народ, как бы. У нас такого количества предателей, там, изменников, чтобы у нас, не было, потому что мы общинный народ. Вот если чеченцы не объединяют, не как родоплеменные отношения, вот это ТЭП, это кто-то круче. Если вы как община не объединитесь, как общинный народ не станете, неважно на каких принципах, там, шариата, там, демократии, если вы не успеете стать в ближайшее, не объединитесь на каких-то, вот, как община, как общинный народ, вас уничтожат. Под любыми предлогами, под любыми средствами вас, сейчас такая тенденция идет. Не всех, но сократят сильно, потому что тенденция идет на сокращение. А кто нас будет сокращать? Вопрос просто. Кто нас будет сокращать? Ваши же там, это не первый же раз в истории. Какие-нибудь лидеры, которые опять продадутся, опять на какой-то там основе столкнут людей, чтобы под любым приводом, выбачьте, я тут украинскую мову уже. Ну, то есть вы русские в этот раз тоже ни при чем, да? Русский, не русский, там, это не... Я просто вам говорю, что если вы Ногчи, вот взять как, чеченцы, Ногчи на той территории, как титульная нация, пускай возьмем. Я это не оспариваю, да, мы туда пришли, там, я не Гребецкой, там, Сунжинский, да, оккупант, там, говори, что хочешь, короче. Вот. Если вы не объединитесь, не знаю, то все будет так, это что, первый раз, что ли, все будет так, как продолжается. Там Кадыров кричал резать русских собак, потом продался этим, тот того предал, этот перепредал. Я все знаю, всю эту кухню. Потому что вы не общинный народ. Дон Ахчи. Между собой, Ногчи, объединитесь. Между собой объединитесь. Ты вот, Вене, продвигаешь... Дон Ахчи, идея гениальная. Против кого мы должны объединяться? Давайте. Против меня объединитесь там. Против России мы можем объединиться? Против кого? Против России. Против России? Или кого? Да, против России мы можем объединиться? Да, против Москвы объединяйтесь, ради бога. Но понимаете... Нет, не против Москвы, а именно против русского государства. Мы можем объединиться? Да, конечно. Только у меня сомнения, если вы будете в таком же состоянии, опять вас купят там, опять кого-то перекупят, понимаете? Опять. Кто нас покупает? Подождите, вопрос. Кто нас покупает? Очень интересный вопрос. Кто нас покупает? Так приводить примеры из истории. Кто нас покупает? Смотрите, слушайте, кто нас покупает, ты можешь говорить тут, что чеченцам лучше сделать. Хасухам Магомадову возродить бы это самое, воскресить, он бы вам рассказал. Он говорит. Подождите, давайте регламент. Дона Ахчи не перебивать. Когда вам давали было слово, вы не отвечали. Сейчас говорит Дон Ахчи. Когда он закончил, вы нам дали слово. Дон Ахчи, против кого нам нужно объединяться, вы сказали, против России. Но вы не ответили. По поводу, хорошо, еще вопрос там тут ЛГБТ, я лично, например, против того, когда, скажем так, вот эти сообщества, они там начинают продвигать агрессивно свои какие-то там идеологию. А в Киеве же они ходят? В Киеве есть ночные клубы гомосексуалистов, лесбиянок. В Киеве же они есть. Тут, знаете, это все как бы было там значит, ходят, знаете, я вам... А где вы в Чечне видели ЛГБТ? Мне вот это интересно. Да, тема... Ходят те, которые вообще за деньги, они сами не есть ЛГБТ, тут набирают малолеток. Расскажите, где вы в Чечне видели ЛГБТ? Вот это расскажите мне. Кто, я не видел. У нас нет в Чечне. И слава богу. Тут началась какая-то движуха, кто-то видел, какие-то видео рассказывают. Зачем это делать вообще? Ой, прекращайте видео сейчас, искусственный интеллект. Ладно, основная тема, я хочу донести, что ваша проблема, что вы не общинный народ. Я тебе скажу одну вещь, Дон Ахчи. Эти вот люди, они потомки Ермолова.
и Ермолов, они никогда не дадут объединиться чеченцам, понимаешь? Вот, поэтому... Кто-то виноват. Опять кто-то виноват, да? Какие-то там, это, вот пока вы будете на кого-то кидать, то мы там виноваты. Еще кто-то виноват. И вот эта группа, это потомки Ермолова, понимаешь? Вот в чем дело. Ты не к тем людям обращаешься. Поэтому... Да я вообще обращаюсь. Не обращай внимания, это евро-доллар, с ним ФСБшники заключили контракт, потом разорвали этот контракт и поняли, что он вообще беспонтовый работник. Донарче, если что, как вы слышали, чувак зашел, сказал, что мы твои родственники. Так что мы твои родственники, понял? Да. Смотрите, смотрите, для меня любой ногчи, который не принимал участия и каким-то образом, прямым или косвенным, в безобразиях 1990-94 год, является как бы гораздо ближе любой другой нации и народа. Даже просто если он не принимал в этом участие. А если он наоборот как бы был против, и там, я обязан, там, нам помогали, потому что у нас были проблемы, могли убить нас там. Значит, эти люди для меня ближе родственники, как родственники, ближе родственники. Нет, 94-й я вам не советую трогать. Давайте... Не, подождите, вы понимаете, про какой период, до нападения, бомбардировок вот это террористов московского режима этого самого. Ну, 2000-е, ваши люди вы имели. Я плохо отношусь и к советским генералам, и Дудаеву, и Масхадову, этим советским генералам. Таких генералов... Смотрите, давайте сделаем так, дорогие друзья. Прошу прощения, я вас перебиваю. Я потом вам дам продолжить общение. Дон Ахчи затронул вопрос гомосексуалистов в Киеве и в Российской Федерации, в русском террористическом образовании под названием Российская Федерация. Мы ему зачитаем, что такое гомосексуализм. И с ними... Не хочу, давай тему закроем. Какие гомосексуалисты? Подождите, вы сказали. Отдел 13... Излюбленная тема. Подождите. Отдел 13, Дон Ахчи, находясь в Киеве, являясь гребецким или суджинским казаком-варваром, разбойником, на самом деле русским колонистом, убийцей, маньяком и насильником, посланник пророка Мюзмямада, потому что он таким же был грабителем караванщиков, насильником маленьких девочек и детей, убийцей. Он же работает по сунне пророка Мухаммада, Дон Ахчи, русское ФСБ. Он затронул тему гомосексуализма. Поэтому мы зачитаем информацию про гомосексуализм, чтобы Дон Ахчи боролся против гомосексуализма на территории Украины, в городе-герое Киеве. Хотя он там бороться не хочет, там он им оставляет право, чтобы они открывали вечерние клубы, гомосексуальные, лесбиянские и другие клубы. Но в Чечню почему-то он в этом обвинил. А мы даем понять, что Чечня – это независимое и суверенное государство, правовое, которое на данный момент находится в оккупации русским террористическим образованием, Россией, которую называют, и поэтому там нет никаких прав ни у простых граждан, а тем более у гомосексуалистов или у других сексуальных меньшинств. Поэтому зачитаем информацию. Так, читаем. Слушайте внимательно, а потом вы будете обсуждать. Мы же даем вот это навешал на меня ярлыков. Все, давайте я прочитаю, а потом вы будете защищаться. Гомосексуализм, болезнь, блажь и извращение. Это не я говорю, это пишет Химко Олег Григорьевич, тоже русский специалист, заведующий сексологическим отделением учреждения здравоохранения городской клинический психиатрический диспансер. Это его статья. Гетеросексуальность – феномен, присущий подавляющему большинству людей. Он лежит в основе рождения, обеспечивает продление человеческого рода, а следовательно является биологически целесообразным. Однако во все времена и у всех народностей существовали мужчины и женщины, предпочитающие однополую любовь. Частота гомосексуализма, по данным разных авторов, варьирует от 1 до 4% мужчин и от 1 до 3% у женщин. Следует отметить, что гомосексуальность неоднозначное явление, так как в одних случаях влечение к лицам своего пола может проявляться только в сновидениях, фантазиях, но никогда не реализуется на практике. В других, при определенных обстоятельствах, допускаются единичные гомосексуальные контакты. В-третьих, субъект имеет сексуальные отношения с лицами обоих полов. Причем они в равной мере привлекательны для него.
В-четвертых, гомосексуальные связи являются предпочтительными. В-пятых, сексуальные контакты с лицами того же пола, что и субъект, являются для него единственно возможным источником удовлетворения. В середине XIX века термин «гомосексуализм» употребляется для обозначения сексуальной активности, сексуальных связей, а не только полового влечения между лицами одного пола. Определений понятия гомосексуализм в настоящее время много, но выделим наиболее значимые для определения гомосексуализма понятия. Гомосексуализм от греческого «homos» – одинаковый, и латинского «sexus» – пол. Понятие, введенное в конце XIX века венгерским врачом Карой Мария Бенкерт, обозначающее половое влечение индивида к лицам одного с ним пола и сексуальной связи между ними. Оно впервые было употреблено этим врачом в 1869 году в статье для немецкой газеты. После этого термин был забыт и заново открыт берлинским сексологом М. Хиршфельдом в 1905 году. Эллис узаконил употребление термина в своей книге «Половые извращения». На английском это «sexual inversion», изданной в 1908 году. Затем термин «гомосексуальность» быстро вошел в научный и общественный обиход для обозначения контактов с лицами собственного пола как между мужчинами, так и между женщинами. Рассмотрим наиболее распространенные классификации гомосексуалистов. Так, например, по ролевому поведению выделяют активных и пассивных гомосексуалистов. Криксраунд – это то, что вы всегда говорите. Мы сейчас эту тему мы разобьем здесь. Женский гомосексуалист, активные гомосексуалисты чаще всего холодны по отношению к мужчине. Это свидетельствует о наличии в их организме мужских половых гормонов андрогенов. Пассивные же гомосексуалисты могут получать сексуальное удовлетворение как от женщин, так и от мужчин. Все сексологи считают, что женский гомосексуализм излечим. Для активной лесбиянки характерен мужской внешний облик. В большинстве случаев у них наблюдается маскулинизация, то есть мужеподобные черты, сильно развитая мускулатура, узкий таз, широкие плечи, мужская походка, низкий грубый голос, овласение по мужскому типу. Почти половина носит мужскую прическу и одежду, а также отрицательно относятся к женским украшениям. Пассивные гомосексуалисты всегда имеют нормальный женский облик и женское поведение. Считают себя женщинами. Чаще всего они ничем не отличаются от нормальных женщин, половина из них находится замужем. Часть имеют детей. В большинстве случаев они начинали свои гомосексуальные отношения, когда они жили гетеросексуальной жизнью, отбывали тюремное заключение или были неудовлетворены ею. Иногда активные гомосексуалисты совращают гомосексуальной жизни нормальных женщин, которые становятся пассивными гомосексуалистами. В отличие от женщин гетеросексуальных, активным гомосексуалистам как раз была свойственна высокая половая агрессивность. Они с большей настойчивостью и упорством преследовали понравившуюся женщину, добиваясь сближения. Мужской гомосексуализм. У мужчин же все выглядит совсем наоборот. Активный партнер имеет нормальный внешний вид, нормальное мужское поведение. У активного гомосексуалиста может наблюдаться бисексуализм. То есть он может получать удовлетворение как с мужчиной, так и с женщиной. Пассивный же партнер чаще женственен. Это свидетельствует, что в его организме есть женские половые гормоны, эстрогены. Для пассивных гомосексуалистов характерна феминизация, появление молочных желез, развитие тела по женскому типу и так далее. Сексологи придерживаются мнения, что пассивный мужской гомосексуализм неизлечим. Характерно, что именно мужчины, пассивные гомосексуалисты, активно ищут себе половых партнеров. Как мы уже увидели, гомосексуальное поведение может появиться у здорового гетеросексуального человека под влиянием различных факторов. Принуждения, подражания, корысти, совращения и других социальных обстоятельств. Такое явление получило название псевдогомосексуализма. Касается оно в большей степени активных гомосексуалистов мужчин и пассивных гомосексуалистов женщин. Кроме того, гомосексуалистов делят на первичных и вторичных. Первичные гомосексуалисты не ищут никаких гетеросексуальных контактов. Ко вторичным же гомосексуалистам относят все формы и проявления гомосексуализма, за исключением первичного. Известный сексолог и сексопатолог К. Емелинский делит гомосексуалистов на 4 группы. Первое. Псевдогомосексуалисты. Осуществление гомосексуальной связи не по гомосексуальным мотивам. Второе.
Гомосексуализм – период развития, некая детская фаза развития сексуального влечения. Третье. Гомосексуализм обусловлен различными задержками психического развития. Четвертый. Истинный гомосексуализм обусловленный гомосексуальными наклонностями. Исходным пунктом социологического исследования гомосексуальности является концепция человека как социального существа и субъекта общественной жизни. Формирование человека в социум происходит посредством социализации, интернационализации ценностей, норм образов поведения, отношений к социокультурному окружению. Существование конкретного индивида в обществе предполагает взаимодействие с другими социальными субъектами. Современная теория социального познания, реализованная в концепциях социального действия и социологического позитивизма, рассматривает взаимодействие в качестве основы социального существования исходного элемента общества и группы. Взаимодействие следует рассматривать в качестве основной, универсальной единицы социологического анализа сексуальности. Предпосылки к такому подходу изложены в работах М. Мида, Р. Райха, П. Малиновского, рассматривающих сексуальное поведение человека в социальном, социокультурном и политическом контекстах. Социологами разработаны теоретические парадигмы гомосексуальности, которые используются общественными науками. Наиболее содержательная из них, по мнению Исе Кона, теория сексуального сценария, разработанная американскими социологами Дж. Гейнилоном и У. Саймоном, предвосхитившая многие идеи Фуко. Согласно сценарной парадигме, сексуальность детерминирована исторически и культурно с опорой на определенные биологические предпосылки. Эротические предпочтения обусловлены специфическими стимулами и значениями, предполагаемыми современной культурой. Сексуальный сценарий, как и гендерные отношения, историчны и изменчивы. Более широкий мобильный круг общения и более диффузная структура облегчают принятие гомоэротических желаний и делает сексуальные предпочтения современного человека более гибкими, подвижными и вариативными. Границы однополой любви становятся более размытыми, а вопрос жесткого самоопределения становится менее актуальным. По мнению И.С. Кона, целесообразно говорить не о сексуальности и гомосексуальности, а о множестве сексуальности и гомосексуальности. В отличие от теории сценария, акцентирующей содержание сексуальности, сетевой network, анализ рассматривает ее структурные аспекты. Изучение гомосексуальности в рамках network-анализа начинается с локализации круга потенциальных сексуальных партнеров, мест, встреч и досуга, типичных для каждого из них этикета и правил поведения. На этой основе возможен и систематический анализ партнерных отношений. Социально-психологическая теория стигматизации. Стигматизация имеет разнообразные формы и проявления, всегда означает угнетение и дискриминацию. Она осложняет межгрупповые отношения и накладывает отпечаток на психику и самосознание соответствующего меньшинства, порождая ряд черт, которые Гофман называет испорченной идентичностью. Существенный вклад в изучение гомосексуальности внесли и социологи марксистской направленности. Д. Гринберг в книге «Конструирование гомосексуальности» обобщает известный исторический и антропологический материал по теме. Он выделяет как основные социально-структурные классовые детерминанты гомосексуальности. В 1990-х годах, по данным Иссе Кона, была разработана новая теоретическая ориентация квир-теория, которая исходит из равноправия, равноценности и естественности всех гендеров и всех сексуальных ориентаций. Проведенный обзор демонстрирует то, что гомосексуальность в той или иной мере изучается в разных аспектах всеми науками о человеке и обществе. В исследовании данного явления, дополняя и опровергая друг друга, сталкиваются самые разные подходы и теории. Социальному анализу подвергаются преимущественно отдельные аспекты сексуального поведения индивида, которые в целом не рассматриваются как вид социального поведения. Рассматривая поведение человека как внешнее проявление актуальной и потенциальной способности самовыражения, личности физических, психических и социальных сферах жизни индивида, мы приходим к пониманию полового поведения, выступающего предметом изучения социологии, как социально и культурно обусловленной, знаковой символической форме выражения, включающей в себя наделенные особым значением сексуальные признаки и способы межличностного общения.
Современная наука не может однозначно ответить на вопрос о происхождении гомосексуальности. Выдвинуто множество различных теорий возникновения гомосексуальности или гомосексуализма. Эндемическая теория Бартона, генетическая, неврогенная, нейроэндокринная терра, эндокринная, условно-рефлекторная, психоаналитическая и другие. На Западе широко распространена теория Хукера, согласно которой люди рождаются сексуально индифферентными и имеют скорее общую сексуальную предрасположенность, чем гомо, гетеро или бисексуальное предпочтение. В дальнейшем же сексуальный опыт определяет выбор сексуального объекта. Фрейд, это значит Фрейд, Зигмунд Фрейд, считал, что однополая любовь имеет те же психологические истоки, что и разнополая, а именно врожденная предрасположенность каждого человека к бисексуальности. В обычной обстановке психосексуальное развитие человека определяет его гетеросексуальный выбор. При особых жизненных обстоятельствах, например, неправильное разрешение эдипового комплекса, нормальное развитие может становиться на одной из промежуточных стадий и в будущем трансформироваться в гомосексуализм. Считая, что для всех людей без исключения характерны скрытые гомосексуальные наклонности, Фрейд был уверен, что при определенных условиях они могут проявиться в виде гомосексуального поведения в зрелом возрасте. Райх в 1971 году ссылался на результаты исследования Мариновского от 1929 года, проведенные на островах Пробриан в Меланезии, где у местного населения практически не встречались гомосексуальные связи, мастурбация, садизм, фетишизм, экзибиционизм и неврозы. Райх объяснял это тем, что пробрианцы с малых лет приобретают знания сексуальности через собственную практику, которая ограничивается лишь существующим в обществе табу, связанным с инцестом. Детям и подросткам там разрешается в собственном темпе, без отягощения чувством стыда и вины, свободно исследовать собственную сексуальность и уже с раннего пубертатного возраста разряжать накопленную сексуальную энергию естественным путем через достижение оргазма при коитусе. В таких условиях, по мнению Райха, формируется естественная, то есть гетеросексуальная генитальная сексуальность. Человек приобретает оргастическую потенцию, и никакие, по терминологии Райха, извращенные, не генитальные или не гетеросексуальные формы половых контактов не могут закрепиться. Согласно нейроэндокринной теории, гомосексуализм предопределяется нарушением процесса половой дифференцировки мозга, которые приводят к искажению чувствительности гипоталамуса гормональным воздействием. Предложены гипотезы и теории средовой обусловленности, семейная материнская гиперопека, перепутанные половые роли у родителей, негативно воспринимаемые отцы, отрицательный опыт контактов с братьями и позитивными сестрами, освоенность мужской наготой и отсутствие таковой в отношении женской наготы и тому подобное, профессиональная, богемная, артистическая среда образа жизни, цыганский табор, существует гипотеза ситуационной обусловленности и научения, гомосексуальное совращение, гомосексуальные контакты с ровесниками, последствия случайных и транзиторных гомосексуальных контактов. Теория заместительной обусловленности приписывает основную роль в формировании гомосексуального влечения однополым сексуальным контактам в изолированных мужских коллективах, в местах лишения свободы, в интернатах, воинских частях и военных учебных заведениях, в монастырях и теологических учебных заведениях, Медресе, Аль-Асхар, Сирия, Дамаск, Багдад, Пакистан, Афганистан. Понимаете, о чем я здесь написано? В монастырях и теологических учебных заведениях и тому подобное. Это была справка от редактора. Продолжаем. Выдвинутая гипотеза фантазийной обусловленности гомосексуализма, например, под влиянием порнографии и сопутствующих мастурбаций, фантазий гомосексуального содержания. Сексуальные контакты между особами одного пола описаны более чем у 450 видов животных, но в большинстве случаев однополые контакты в животном мире являются эпизодическими. Исключительно гомосексуальные предпочтения встречаются лишь у некоторых птиц, гусей и пингвинов, а также домашних овец. У японских макак почти все самки являются бисексуальными. Некоторые социобиологи
приписывает гомосексуальности адаптативную функцию. Она позволяет снизить внутригрупповую напряженность и соперничество. У многих видов животных молодые самцы по достижении половой зрелости далеко не сразу получают доступ к самкам. Поэтому контакты с представителями своего пола уменьшают у них сексуальное напряжение и агрессивность. Репродуктивное поведение отдельных особей оказывается социально альтруистическим, поскольку сами, не производя потомства, они участвуют в добывании еды для своей стаи, защите ее территорий, уходе за чужими детенышами. Многие стадные животные воспитывают потомство сообща. Гипотеза гомосексуального альтруизма применима и к людям, поскольку выживание человеческой популяции зависит не столько от темпов рождаемости, сколько от производства материальных и духовных ценностей. Миллер связывает происхождение гомосексуальности с генетическими факторами, считая ее побочным, но вполне закономерным продуктом эволюции. Среди зиготных однояйцевых пар близнецов совпадение по гомосексуальности составляет 48-52%, а у дизиготных двухяйцевых 16-22%. Накапливаются данные о биологических коррелятах гомосексуальности, длина пальцев, строение слухового аппарата, соотношение циклов сна и бодрствования и другие. Но они не могут служить ни диагностическими критериями, позволяющими отличить гомо от гетеросексуала, недостаточным обоснованием самого феномена однополой любви. Точно так же ни одна из существующих теорий не объясняет полностью механизм возникновения гомосексуального влечения. Биологическая предрасположенность, даже если она и существует, вряд ли сама по себе является фатальной предопределенностью. Известно, насколько важны среда общения и жизненные обстоятельства для формирования черт личности и особенностей сексуального поведения подростков. Юноши и девушки отличаются повышенной впечатлительностью и зависимостью от своей среды общения. Они склонны к имитации образцов поведения, в том числе и сексуального, которые в этой среде приняты. Особенно сильны отрицательные влияния среды в интернате, армии, тюрьме и тому подобное. Опыт, приобретенный в этих закрытых сообществах, может повлиять на тех молодых людей, у которых еще не сложился устойчивый стереотип сексуального поведения, и закрепить гомосексуальную форму реализации либидо. По мнению Маслова, Ботневой, биологические факторы нарушения дифференциации мозга и гормональной сдвиги являются почвой для искажения полового самосознания и полуролевого поведения, обусловленных влиянием микросоциальной среды. По их данным, формирование гомосексуальной ориентации происходит у 30-40% людей с трансформацией половой роли. Согласно современным медицинским данным, сексуальная ориентация индивидуума не может быть изменена направленным воздействием, медицинским, психологическим, религиозным. Сексуальная ориентация не является также результатом свободного выбора человека и не может изменяться в результате волевого усилия. В настоящий момент на вопрос о том, как возникает та или иная форма сексуальности человека, наука не может дать однозначного, удовлетворительного ответа. Согласно некоторым научным теориям гомосексуальности, сексуальная ориентация есть в первую очередь биологическое явление. Многие представители естественных наук полагают, что гомосексуальность – биологическая особенность организма, определяемая генетическими или иными пренатальными факторами. Согласно другим, например, конструктивистским теориям, гомосексуальность не является детерминированной биологически, по крайней мере, только биологически. С точки зрения конструктивистского подхода, гомосексуальность есть результат преимущественно культурных и социальных факторов. Более того, гомосексуальность зачастую рассматривается как социальное явление, происходящее вопреки господствующим общественным нормам и стереотипам сексуальности. Наиболее распространенном в современной науке многофакторном подходе к гомосексуальности учитываются как биологические, так и социальные ее предпосылки. Считается, что гомосексуальность обычно обусловлена биологическими предпосылками, однако их конкретная реализация в форме сексуальной идентичности определяется их взаимодействием с социальными и культурными факторами, социальным опытом индивида. Одни ученые полагают, что сексуальность формируется в раннем детстве и не изменяется впоследствии. Другие утверждают, что сексуальная ориентация развивается в течение всей жизни. Третьи считают, что у одних людей сексуальная ориентация является твердой и неизменной на протяжении всей жизни,
а у других она подвижна и может изменяться с течением времени. Среди исследователей принято различать сексуальную ориентацию, сексуальную идентичность и сексуальное поведение. Сексуальная ориентация обычно выступает в качестве наиболее глубокого, эссенциального понятия, обозначающего бессознательное влечение к тому или иному полу, характеризующего внутреннюю структуру желания. Наибольшая часть полемики, касающаяся предпосылок изменчивости сексуальности, затрагивает именно понятие ориентации. Сторонники эссенциалистских трактовок рассматривают сексуальную ориентацию как и неизменяемое и фиксированное ядро человеческой личности. Конструктивисты и релятивисты критикуют подобный детерминизм, рассматривая сексуальную ориентацию как социальный конструкт, не имеющий глубинной структуры, а напротив, являющийся пересечением социальных практик, представлений и ролей. Так одни авторы полагают, что социальные условия не влияют на общий процент людей, придерживающихся гомосексуальной ориентации. Другие, напротив, утверждают, само явление сексуальной ориентации свойственно исключительно современному западному обществу, и сравнивать его с другими обществами и культурами некорректно. Сексуальная идентичность, то есть собственное ощущение и представление индивида о своей сексуальности, носит менее твердый характер. Идентичность может не соответствовать ориентации. Сексуальное поведение есть непосредственное поведение в сексуальной ситуации и может как соотноситься с ориентацией и идентичностью, так и не соотноситься. Все, на этом эта статья заканчивается. Пожалуйста, кто хочет, может говорить. Да. И, кстати, вот когда будем завершать сегодняшний прямой эфир, обязательно мы этим займемся экзорцизмом, но исламским экзорцизмом. Где этот наш Дон Арчи? Пожалуйста, говорите. Авча. Так, где тут наши эти слушатели? Трикс, эти борцы за нравственность. Так, у нас присоединяются наши гостя. Сулейман, Чигур Генезис, пожалуйста, говорите. Я тут, Сараф, я слушал вас внимательно. Да. Все, что они могут возразить? Они же глупые, чтобы что-то понять даже из значительного. Нет, смотри, Сараф, ну это смотри, это же по натуре, смотри, вот давай возьмем примерно, да, вот то, что у нас вот было на родине, да, вот там самые известные среди нас вот это двое, да, которые находятся в этом Канаде, да, если бы их как бы не преследовали бы, да, то они жили бы себе, поживали бы, да, и никто про них даже не знали бы, да и не интересовались бы. Но сами же, которые преследуют их, наоборот, делают из них такими воинствующими, и наоборот, которые радикально действуют в конце концов. Вот это возьмем примерно вот этот парень, его как, ну, у него вот, ну, женское еще имя он взял себе, Амина. Как его звали? Ну, Амин, кажется, звали его до этого парня. Он себе жил, он стриг людей, никому не мешал. Ну, что-то там делал, это его личное, что, где, что делал, да, там. Но начали активно их преследовать. И что получилось? Теперь он начал и женскую одежду одевать. Он даже говорил, возможно, даже я бы женился в будущем, даже не хотя, да, потому что как бы вот так надо, да. Ну, я что хочу сказать, ну, эти люди на самом деле как бы делают нападки и делают так, что вот они еще более вот эти вот ЛГБТ-сообщества действовало радикально. На сегодняшний день в мире самое сильное лобби в мире это является ЛГБТ-лобби. Понимаете ли? Почему? Потому что они видят, что их преследуют по всему миру, там, угнетают, ущемляют. Хотя никому они свой ЛГБТ-шный джихад не призывают, свою какую-то ЛГБТ-шную там религию, там, веру не создали. Хотя, возможно, это в будущем произойдет, понимаете ли? Учитывая их историю. Потому что еще ЛГБТ болды.
Еще задний приводный был, да. Вот, Сугуавача, наоборот, каждое действие создает противодействие. Я, например, я сторонник либертарианства. Ага, и что мнение Юя, живи с этим, не навязывай только другим, дай жить другим, как он хочет, понимаете ли. Верит это так, ну, хорошо, верит, верь себе, твое дело, твое личное. Но мне с этим не лезь. Это, как говорится, это самое, чужим уставом чужой монастырь не ходит, понимаете ли? Поэтому я сторонник либертарианства, да. Касательно, нужно ли это в исламского мира, это ЛГБТ, да, нужно. Они плодятся как кролики, не заботятся о своих детей, они голодают, они воспитывают фактически, ну, деградирующее общество в будущем. Мне жалко этих детей, которые вырастут, в итоге станут там где-то террористом или там с ослом будет сношаться, еще что-то, короче, будет там, ну, вести себя неадекватно, да. И мы видим Европу, приезжая, во что они превращаются, да, вот все на них смотрят, шарахаются, думают, что это за дебилы такие. Приходит нормальное цивилизованное общество, да, где вот у каждого есть свои права, там, вот тебе дали мечеть, тут живи, пожалуйста, вот молись себе как хочешь. Нет, мне надо и это, давай навязывать, да, там, не бывает так, что уступает, бывает им уступает даже. Но им это мало уходит, они хотят там власть захватить. За это я, конечно, не переживаю. Я знаю, здесь есть дебилы-империалисты, которые реально думают, что они смогут захватить власть, что вот здесь ислам будет скоро большой. Еще лет 10 назад кричали, что в 2030 году половина Европы будет вся исламская. Тут сфигус 2. Тут никакого ислама нету. Наоборот, в Европе, на Западе официально исламские муллы, вот эти шейхи сказали, каждый год минимум 30% мусульмане покидают ислам. А в самих исламских странах там, то, что они смогли зафиксировать, это 10-15%. Хотя там реально далбуется ислам. В самом Саудской Аравии это происходит. Вот сам, например, Закир Найк Адидас это цитировал. Когда ему сказали, вот на Западе покидать ислам, он смеется, говорит, вы что тут про Запад говорите? Да у нас это происходит. И что хочу сказать, либо они будут себе там рожать детей по одному там или по два, чтобы не было как в Афганистане, где продают детей, там реально детей продают за еду, понимаете ли. Либо они будут нормальными людьми, либо им придется, конечно, рассказывать это все, прививать, хотя в исламе все это есть, просто мусульмане не знают, что вот это все ЛГБТ, заднеприводничество, это бисексуальность, что оно присутствует, они не знают на самом деле, они понятия не имеют, что такое ислам, и инцест, и все там есть там, все есть, но просто не знают. Ну, в таком случае надо будет им показывать настоящий чистый ислам, поднимать из архивов эти достоверные хадисы, чтобы поняли. Вот, пожалуйста, либо вы становитесь вот педиками, вот голубыми, либо вы становитесь нормально образованными людьми там, понимаете ли. Потому что реально в мире есть катастрофа, люди голодают, люди умирают, дети, ну ладно-то люди там, дети умирают от голода, понимаете ли. Люди, у нас, например, вот я что хочу сказать, добавлю, у нас есть лицемеры, которые сейчас сри пластилин кричат, которые говорят, ой, там же детей убивают, аргумент нашли детей. Это неправильно, я против смерти детей. Но вы, лицемеры, почему вы молчите, когда у нас вот в республике официальном уровне убивают детей? Никто про это не говорит. Вы вообще знали, что у нас в республике убивают детей? И ничего там нету. Там есть места, где вот ты можешь прийти и убить своего ребенка. Ты про Но больницы почему-то... и аборты? А разве это не убийство ребенка? Конечно. Это все самое худшее. Этот человек, он человек, где бы он ни был, сколько ему месяцев не было, он никому плохого не сделал. Но из-за того, что папа, мама там, они человека убивают. Почему вы про это молчите тогда, лицемеры?
Я против аборта. Я ярый противник, чтобы вот не делались аборты. Я просто ненавижу людей, которые делают аборты только в исключительных случаях. Если это грозит там опасность для матери, или еще что-то, или это было во время изнасилования, или во время инцеста, только тогда, да, я за, так как я являюсь консервативным человеком. Но когда женатый муж и жена шпили-вили делают, или муж отправляет свою жену делать аборт, или жена идет делать аборт, если вы не убийцы, кто вы такие тогда? И вот там сидят под названием врачей, которые убивают этих детей. 4-месячные, 5-месячные, 6-месячные убивают, кто бы ни говорил, что не было. У нас дома убивают детей, реально. И это не запрещено. Есть адреса, забейте У нас просто в Google. негласный запрет. У нас негласный запрет на аборт. Негласно, забей интернете, забей аборт в Грозном или в Чечне. Там есть там данные адреса, где что делается. То, что было сказано, что это харам, это не значит, что это было жестко запрещено. Вот почему я против, чтобы земля была перенаполнена. Вот я за, чтобы у нас сокращение было населения, но не через убийство. Не через убийство. А чтобы мы нормально воспитали нормального ребенка, хотя бы одного. Вот я смотрю, вот реально вот с европейцами общаюсь, вижу там, у них вот бывает один ребенок, два ребенка, такие воспитанные. Родители вокруг них бегают, они дают им все. Почему? Потому что у них не 10 детей, не 6, не 5 детей. Они заводят столько на расчет, сколько они смогут прокормить и скольким они смогут дать счастье, любовь и внимание. Но у нас такого нету. По башке бьют, мозг, разрушает. Если вы не в курсе, человеческий мозг развивается до 30 лет. Сразу отдают ММА. Вот, давай, ты должен быть спортсменом, видишь? В плавках, в трусах бегают, дерутся. Ты тоже должен быть чемпионом. Домой приводит, нехорошо дерется. Батя там по башке мутует его. Мозг еще не развился. Пацан еще даже жизни не успел повидать, там он в мире только живет, там 7-6 лет, там, да, уже по башке бьют. Бывает так, что еще маленький уже по башке бьет. Мозг, который нельзя травмировать до 30 лет, понимаете ли. Но при этом гордые. У нас в республике в шортах не ходят. У нас только можно в арене голым драться в плавках, понимаете ли. Или в трусах. Какая разница? Голые дерутся. Двойные стандарты, двойные морали, лицемерие одно, понимаете ли. А то, что есть ЛГБТ и так далее, ничего никому не вредят. Данные вы, я именно обращаюсь вот нахским народом, ингуши, чеченцы, там, бацбиты, кто бы вы ни были, которые ассоциируются ярыми гомофобами. Вы приехали сюда, вообще-то вас финансирует евреи, во-первых, Джордж Сорос, если вы не в курсе, это он вас финансирует. Во-вторых, эти ЛГБТ-сообщества. Джордж Сорос и ЛГБТ-сообщество – это наравне друг друга хорошие братаны. Вы просто лицемерите. Я говорю, у вас одни двойные стандарты. Вообще-то, я что заметил, я видел это ЛГБТ-сообщество, эти люди, когда работал, бывали, напарниками были, да, там. Они свою работу, кстати, я заметил, они идеально доводят. Они безладно не относятся к своей работе, кстати. Просто перфектно относятся. Работает он уборщиком, он прямо будет так протирать пол, что будет блестеть. Работает он охранником, он как немецкая овчарка будет следить. Работает он там в этом флегахайме, вот где за стариками, за больными детьми ухаживает. Он будет моментально чисто делать. Он будет каждому человеку относиться хорошо, так, как было прописано у него инструкции. Понимаете ли? Так что, ребята, это ихняя жизнь, это ихняя там задний привод, это вас не волнует. Вы сначала за своим присмотритесь, пожалуйста. Возможно, у вас там всякие болячки, надо урологу пойти там. Или же надо геморрой там подправить. Или же вам надо, как-никак, вы же кричите, мы, мусульмане, научили вас подмываться, да? Может быть, вы не так подмываетесь, все-таки надо камнями пользоваться, понимаете ли? Людей не трогать, я вообще либертарианец. Дай мне договорить.
Подожди, ну подожди, кто это тут кричит? Я говорю, я либертарианец. Я за то, чтобы люди не пересекали границу других. Если он считает, что это так правильно, пускай хорошо, но только не пересекай границы и не навязывай это, а иначе вы получите волшебных люлей. Вот за такое я мнение. Вот и все, закончил. Так что сры пластилин, детей убивают. А то, что нас дома убивает, это ништяк, нормально. Можно убивать, халяль, альхамдулилlah. Добавляя к тому, что сказал Крис Раун, в Чечне аборт можно делать только до 40 дней. До 40 дней, значит, он вообще, значит, не человек. Значит, он не является ребенком, да? Ну, пофиг, ну, уже зачали, да? Плода нету вообще, да? Ну, уже жизни там нету. В этот 40 лет, там, пусть там 40 дней, там, 40 недель, там, сколько, даже хоть 1-2 дня уже зародилась жизнь. Вы что несете там? Ученые сказали, конечно, у вас есть ученые, которые разрешают делать аборты, но при этом вы топите за мораль. У вас есть ученые, которые разрешают там всякие там, ну, грязные штучки, но при этом вы кричите, мы приняли ислам, потому что оно соответствует нашей культуре. Да. Вы бы изучили бы, да? И тогда бы сказали бы, что это соответствует. Короче, вы поняли, если 40 дней или 40 недель, не помню, сколько там, 40 дней сказали, да? Если 40 дней, если есть ребенку, можно убивать. Халяль, Аллах дозволил, альхамдулилlah, и муфтия тоже. Астагфируллах. Всё. Так, ладно. Дикрита. Есть у кого что добавить? Если хотите, добавлять. Есть возражения? Читая статью, вы упомянули там какой-то народ, у которого там это всех реакций очень мало. Можете еще раз озвучить название этого народа? Статья выставлена в канале. Если хотите, можете пройти прочитать. А сейчас, потому что мы будем завершать, и мы зачитаем суры и аяты из Корана, потому что это очень важно. Мы на хутбе. К сожалению, у нас нет времени, мы Спасибо. лимитированы. Мы просто лимитированы по времени. Нас финансирует Госдеп, также Конгресс и Сенат США, и мы не можем как бы себе позволить. Мы исполняем четкие указания. А также мы работаем в тесном контакте с Верховным управлением исламскими духовными делами Саудовской Аравии, Королевства Саудовской Аравии. Поэтому мы делаем то, что они нам говорят, по их инструкциям мы действуем. Давайте тогда, дорогие друзья, зачитаем вам суру и аят из Корана, потому что здесь прозвучала очень великолепная мысль, что нужно выводить джинов. Бисмилля. Специалист. Все, ради наших мусульман мы все сделаем. А суры Аль-Джин. Я думаю, вам прочитаю суры Аль-Джин, а потом, если нужно, мы зачитаем вам пояснение к этой суре. Так, сейчас мы выводим на экран наши технические модераторы. Так, сура Аль-Джин, 72-я сура Аль-Джин, 19-й аят из 28. Мы будем читать 19 аят. Вообще весь аят посвящен джинам. 72-й аят, запомните. Аль-Джин, джин, 72-й аят, 72-я сура, прошу прощения, 19-й аят. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него, джинны столпились вокруг пророка, чтобы послушать Коран, или неверующие ополчились против него, чтобы помешать ему. На арабском это وَأَنَّهُ لَمَّا قَضَى عَبْدُ اللَّيْلَ قَدْ يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Ну и на русском снова, на чеченском, то есть, потому что мы все произошли от Ноха. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него, джинны столпились вокруг пророка, чтобы послушать Коран. Или неверующие
ополчились против него, чтобы помешать ему. Задается резонный вопрос. Как так, что пророк Аллаха Мухаммад был окружен джиннами в присутствии его молитвы в прямом контакте с Аллахом? Читаем объяснение, тафсир. Абу Адиль, и скажи, о пророк, своему народу, внушено мне откровение от Аллаха, что когда поднялся раб Аллаха, пророк Мухаммад, обращаясь к нему с мольбой, когда совершал молитву, то они, джинны, очень интересно, собрались в таком множестве, что чуть не столпились вокруг него пророка, наваливаясь кучей друг поверх друга, услышав чтение Корана. Аллаху Акбар! Нам пророком из Махмада наваливались джинны во время его мольбы и взывания к Аллаху. Вы представляете, что там происходило? Толкование от Ас-Саади. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. Джинны столпились вокруг пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы послушать Коран, или неверующие ополчились против него, чтобы помешать ему. Джиннов было так много, что они окружили посланника Аллаха и столпились возле него, стремясь услышать нечто из проповедуемого Писания. Это было толкование от Асаади. Как мы видим, всегда джинны наваливались на нашего пророка Мухаммада во время его молитвы и взыванию к Аллаху. Но Аллах им не мешал. Они были вокруг. Где тут вера? Это же в сказке. Как Аллах может делать так, чтобы вокруг его посланника были джинны? И что джиннам посвящена целая сура. Вот сура 72, 28 аятов про джин. Только про джин. Ибн Асир. Как мы видим, Аллах абсолютно не оберегал своего посланника. Читаем дальше. Тафсир от Ибн Асира. Когда раб Аллаха встал, это значит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь с мольбой к нему, к своему Господу Аллаху, они столпились вокруг него, джинны столпились вокруг пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы послушать Коран, или неверующие ополчились против него, чтобы помешать ему. Джиннов было так много, что они окружили посланника Аллаха, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и столпились вокруг него, возле него, стремясь услышать нечто из проповедуемого Писания. А сейчас мы зачитаем Ибн Асира. Когда раб Аллаха, это тафсир от Ибн Асира, встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него, Ибн Аббас истолковал, когда они услышали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, читает Коран, они чуть было не сели на него, они чуть было не сели на него из-за возникшего желания услышать то, что он читает. Вы представляете, джинны чуть ли не сели в какой-то мечети, допустим, на пророка Мухаммада, желая услышать то, что он говорит. А в это время Аллах, которому взывал его посланник, самый его любимый, самый совершенный, самый последний, Аллах ему не помогал. Эти же джинны могли его просто уничтожить. Но тут это нам говорится и пишется, объясняется. И они чуть было не сели на него из-за возникшего желания услышать то, что он читает. Они приблизились к нему, а он не знал о них. Тогда к нему пришел ангел, как всегда, Джабраил, и прочитал. Скажи, мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана. Ибн Джарир передал от Ибн Аббаса, что джин сказал своему народу, когда раб Аллаха встал, значит, это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. То есть, когда он, джин, увидел пророка Мухаммада, молящимся вместе со своими сподвижниками, которые, когда он совершал поясной поклон, также совершали поясной поклон, значит, он нагинался, на карачки вставал, и джинны вместе с ним повторяли. Значит, они были там, чтобы молиться Аллаху, выходит. Это что такое? Это что-то новое. А когда падал ниц, что там?
Да, я сейчас завершу это, потом объясню. Также совершали поясной поклон, а когда падали ниц, то они также падали ниц вслед за ним, удивились их следованию в подчинении ему и сказали своему народу: когда раб Аллаха Мухаммад, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал, обращаясь с мольбой к нему, они, подчиняя, следовали за ним. Значит, джинны, подчиняя, следовали за ним. Это что такое? Это значит его последователи? Это значит первые муэдзины? Это значит, джинны были первыми мусульманами, которые приняли ислам? Какое-то двоякое ощущение складывается. Я не понимаю, в какой системе координат сейчас мне находиться. То есть, значит, это вера дьявола. Значит, Аллах благоволит к сатане, к шайтанам, к джиннам. Значит, он их Бог. Аллах? Аллах? Ну ладно, продолжим. То есть, в данном случае столпились либо да, означает подчиняясь, следовали за ним. Табари, если тут ссылка на Табари, 35 133 там какой-то хадис или страницы, надо будет посмотреть. Аль-Хасан сказал: когда поднялся посланник Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: нет божества, кроме Аллаха, призывай людей к Господу, арабы все вместе. Готовы вы были объединиться Аль-Буду против него. Аттада сказал, когда раб Аллаха, пророк Мухаммад, встал, обращаясь с мольбой к нему, они столпились вокруг него. Смысл этого следующий. Он объясняет. Хочет объяснить, что смысл этого следующий. Когда раб Аллаха встал с призывом к единобожию, он говорит, пророк Мухаммад, значит, люди и джинны, он добавляет туда уже людей, не джиннов, а людей. Понимаете, вначале там были только джинны, а тут уже он добавляет от себя людей. Потому что это тафсир. То есть это не тафсир, это научный труд Аль-Хасана. Но Ибн Касир в своем тафсире ссылается на него. Когда раб Аллаха встал, единобожие, прошу прощения, люди и джинны столпились, желая помочь друг другу уничтожить истину, которая к ним пришла. Значит, они не благоволили слову Аллаха, они были против слова Аллаха, они не хотели его принимать. Ну что же это за Аллах такой, которого отвергали в то время даже простые люди? Потому что Мухаммад пришел, это же чудеса. Все чудеса, которые могли произойти с людьми, происходили вместе с ним. Но тут и были еще с ним джинны, которая к ним пришла. И погасить свет Аллаха. Как это можно погасить свет Аллаха простым смертным? Тем более в то время. Вот так и написано. И погасить свет Аллаха. Аллаха никто не сможет погасить. Он вездесущий. Он всесильный, он всезнающий. Но тут они так и пишут. Но Аллах непременно завершит свой свет и поможет посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, против тех, кто враждует с ним. Это толкование является наиболее очевидным ввиду следующих слов. Продолжение тафсира они говорят в следующем аяте. Значит, чтобы продолжить этот тафсир, нам надо с 19 аята перейти в 20. Но, к сожалению, мы ограничены временем, и все вопросы, последующие вопросы насчет джиннов, насчет того вопроса, который задал нам С, по поводу снов и объяснений всего этого, мы сделаем это в следующей передаче. Обещаю вам, нам поступило новое финансирование, баснословные деньги выделены, чтобы донести все демократические устои для нашего чеченского общества. Мы будем усиливать, наращивать нашу работу. У нас просто грандиозная, великолепная команда технических модераторов. Новая аппаратура закуплена. Наш корпункт облагорожен. Мы работаем в безопасности, вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. На этом, к сожалению, мы должны завершить наш сегодняшний прямой эфир, который будет выложен на одноименных информационных площадках. Пожалуйста, переходите и слушайте. Салав, алилась в моду файл. Для справедливости ради надо сказать. Лозер, да, дуалдари. Тадуаллах лозер, да, что на ошки, хагулады, само дали, хох бош. Законно лозер, да, дьючен, да, югаяк, и все. Лозер, да, держишь, да, резко оборвать им полностью, вот, настроение, обломи, кидняки, эмоции, догдаты, да. Хаз, штадюешь, нахладьешь, что больше, самой конструктивно, амялдаш, бахши, мнение, ош, бахши, мета, все, давайте, лозер, дадишь на шуна, да. И что ходишь, уходуй. Тюркен, сэры, хида, да, музыку, куда ехать. Признаю, виновен. Я, в отличие от многих, признаю свои ошибки. Я говорю, я виновен. Но, к сожалению, мы лимитированы во времени, я вынужден прекратить. Поэтому, Криксраун, прошу вас, умоляю, от имени народа,
Открывайте канал, запускайте его на 24/7, а мы будем приходить и читать хутбы у вас. Нам выгодно так тоже. Но сейчас мы вынуждены завершить. Не, hakkını açasın, интерес, цехол свет. Ладно, ладно. Ну, понятно. Вот Хорошо. дело. Я прошу прощения. Я чувствую себя очень виноватым, но, к сожалению, мы должны завершить сегодняшний прямой эфир. И все последующие вопросы, которые были заданы сегодня и которые будут заданы в следующем нашем прямом эфире, мы их обсудим. Желаем всем удачи, любви, счастья. Берегите себя и своих близких. А для наших чеченоговорящих слушателей мы говорим Адикаль, марш аль, марш догыл, вайхезен болчар, маш сарга док марш олду, марш альшу, хоби нохчи хам. Адикаль шумасыры.